Салам алейкум, дорогие зрители. Мы рады приветствовать вас на подкасте Ночи Фильмс. Сегодня у нас в гостях чеченский историк Башлан Чимаев и археолог Чеченской Республики Султан Исаев. Шумаша Дорыл, Халькаел Надирес, Вопросы будут в сфере истории и археологии. Мы знаем, что в этом году были просто уникальные раскопки. Много работ проводилось, и на лицо видно, кстати. Он загорел сильно, работали много. Поэтому хотел бы начать именно с вопроса к тебе, Султан, и знакомства тебе. Так, можешь рассказать о себе, как давно ты занимаешься в сфере археологии? Я археолог, занимаюсь с 13 года, профессиональной археологией. До этого, работая в заповеднике, с 2007 года занимался именно башнями. Копаю, именно экспедиции, участвую с 13 года в археологических экспедициях непосредственно. А сам уже как листовик с 18 года работаю. Султан, можно ли сказать, что ЧР сегодня один из лидеров по археологическим раскопкам? Если учитывать все работы, которые ведутся на территории республики, Институтом археологии и нами, то, да, можно сказать, один из лидеров. Здесь ведутся большие масштабные работы, как в горах, так и на равнине. Раскопки, которые проводились в этом году, с находкой, как я понимаю, аланского царя, это фантастика на самом деле. Как ты к этому пришел? Как ты, может быть, догадался, что там что-то есть? Я немножко прежде чем наш археолог, он чересчур слишком правильно, хочу сделать небольшую ремарку. Дело в том, что тема, то, что был найден аланский царь, археологи такого не говорили, поскольку они профессионалы. Да, это профессионал своего дела, поэтому это больше сделали блогеры. Они указали, что он непосредственно богатый феодал, возможно, князь, возможно, и так далее. Поэтому я думаю, чтобы Султан у нас немножко в этом русле очень правильный человек, касаемо археологии. Дальше уже, как говорится, Султан сам. Что наверняка можно сказать про эту находку? Да. Как сказал Башлам, мы не можем говорить, что это царь или кто это, но это представитель элиты в любом случае, потому что один погребальный комплекс для одного человека на 1,5 гектара земли, это... Для каждого, конечно. И это уникальное тем, что оно впервые, это именно того периода впервые неграбленное погребение, поэтому мы можем проследить сам обряд погребения, что где было, как его мировоззрение тех, кто его хранил. Потому что до сих пор с тысячами раскопаны курганы этого периода, и все они были граблены. Даже вот этот курган 3 грабительские шахты мы там обнаружили, его 3 раза пытались ограбить, но они не попали, на погребальную камеру, к счастью для нас. Честно сказать, даже для обычных историков, когда мы разговаривали с Султаном по археологии, 1000 захоронений, если сравнить среди них один единственный. Даже один из этих археологов, там десятки археологов, которые занимаются этим периодом, тот же Владимир Ильич Малашев, который там говорил о ценности этих находок. Он сегодня ведущий в мире археолог по скифо-сарматской археологии, именно по ранним аланам. В мире нету более величины больше, чем он на сегодняшний день. И он раскопал более 1000 курганов. И тоже не попался до сих пор неграбленного кургана того периода. Когда разъезжаю по республике, часто встречаю такие же похожие курганы. И мне отец рассказывал, что это именно не просто холмы случайные, а именно курганы. И что их никогда раскапывать нельзя. Я поинтересовался, почему, потому что там, как он говорит, есть захоронения с сокровищами, с какими-то наградными вещами, золотом. И люди до сих пор это не скапывают, потому что, как я слышал, грешно раскапывать эти могилы. Как к этому можно относиться? Нужно их раскопать, чтобы открыть историю, да? И нельзя их раскапывать. Как с этим моментом быть В интересно? любом случае, археологи сейчас, все работы, которые ведутся археологические или научные, но в основном это новостроечные, потому что в любом случае надо строиться где-то, и поэтому эти памятники нужно оттуда убрать, только убрать можно, исследовав их, раскопав. Поэтому если строятся дороги, газопроводы, водопроводы,
И любые какие-то объекты, если там есть памятники археологии, туда вызываются археологи, заказчик оплачивает эти раскопки и проводятся археологические раскопки. То есть при развитии нашего региона, в любом случае, если проводится какая-то коммуникация для развития нашего региона, когда попадаются, это один момент. А то, что нельзя грабить, я дополню, Султан очень не любит этих людей, поэтому не сказал, это те люди, которые занимаются, это называется, во-первых, они чернокопатели, это люди, которые грабят нашу историю. Этих людей, кто бы это, если не профессиональный историк, кто этим занимается, этих людей по закону, по всей строгости, если не будут сажать, у нас будут пропадать огромное количество исторических артефактов. Я надеюсь, Султан в дальнейшем расскажет. Этот же наш археолог Султан, благодаря ему, еще некоторым нашим меценатам, были найдены огромные, как говорится, исторические артефакты в других, в соседних регионах, в музеях. Потому что и, конечно, мы не говорим, что именно они чернокопатели, но все-таки эти люди даром за копейки, вещи, которые 1000-2000 лет берут и продают за копейки, а наша история, наши музеи могут оказаться. Поэтому твой отец абсолютно верно указал, что хоть таким образом как-то повлиять, что нельзя разграбливать материал и так далее и тому подобное. Ну, как указывает Султан, есть необходимость порой при прокладке федеральной трассы газопровода. Я, кажется, если не ошибаюсь, Султан может более развернуто рассказать об этом. Это все оплачивается государством, что, то есть и помогают именно, что если на пути попадается. Поэтому благодаря таким работам мы узнаем все новое и новое. Да. Но то, что нашел Султан, у нас у чеченцев, как мы говорим, мы не любим, конечно, но вот эти находки, которые были сделаны, да, с Азаматом, точнее, Азамат и Султан, которые вместе сделали, просто Азамата сегодня нет, то, что сделано, это не было по пути и так далее, там, это уже Султан, я думаю, сам расскажет, это просто великолепные находки. Ну, это мы, когда вот свободно у нас время бывало, еще с 18 года с Азаматом, проводили работу по исследованию уже разрушенных курганов в Алхан-Кале, но было исследовано несколько курганов, могильников, курганов, которые уже разрушены, насыпи снесены, но не все были грабленные. Вот этот вот тоже половина насыпи было снесено, мы увидели, собирались, никак не получалось. Потом вот зимой, в феврале у нас как раз появилось свободное время, свободные средства немножко. Мы решили все-таки провести там работы. Потому что половина уже была снесена под застройку людьми. Договорились, конфликты были с жителями, через главу администрации, через власти, успокоили людей и провели почти 3 месяца мы там проводили работу и в снег. Единственное, на 3 дня мы прервали работу. Даже в снег мы натянули тенты. Ночью, где-то с 8 утра до 10-11 ночи мы там работали под освещением. Некоторые элементы находок, кажется, отправили в Москву. Куда-то. Нет. Фотографию. Не, вот это там мы может, увидел, я потом гипсом их обматывал. Мы их с землей монолите сняли оттуда. 2 луки седла было. Это, если это подтвердить, что это жесткое седло. Сегодня это основная версия. Если это жесткое седло, это самое древнее жесткое седло в мире. Сегодня известное. То есть до этого считалось в Монголии найдено какое-то седло было, но это наше на 100 лет древнее его получается. И у нас, можно сказать, что седло самое древнее у нас. И можем даже заявлять, что мы изобрели, потому что пока более древнего не найдено седла. Еще, кажется, мы нашли лук тоже. Не, лука не было. Нет, не лук, это вот как раз об этом мы и говорим, это и есть. Это да, это седло, или вот речь об этом конкретно идет. Просто-напросто многие говорили и... Просто там ситуация, вот это, оно сделано в виде, на дерево была нанесена кожа, покрыта кожей, и потом 1000 серебряных гвоздей, ими орнаментированы луки седла. А дерево снутри сгнило, и съели грызуны, даже мы нашли кости одного грызуна внутри этого. И оно разваливается при изъятии. Мы поэтому его вместе с землей замотали, пропитали клеем, есть бутерол, японский клей специально используется реставратор, потому что он обратимый, его потом спиртом можно снять. Им мы пропитали землю все вместе, чтобы он не развалился, потом гипсом обмотали. Вот эти 2 вещи мы хотели вывести в Москву, потому что есть реставраторы, которые могут взяться за это, есть только там. Но они тоже сейчас, пока никто не хочет, потому что слишком сложная работа. И вывозить теперь, они говорят, это опасно. Лучше, что они сами сюда приедут, потому что при перевозке могут сломать. Это слишком хрупкая вещь и слишком ценная в плане науки.
Надеемся, в итоге Национальный музей Чеченской Республики все это Ну увидит. да, Иса Ибрагимов, вот наш министр культуры, он обещал, что когда откроется, мы полностью, как оно было, воссоздадим это погребение там в музее. Известен ли хотя бы примерно период захоронения этого человека? То есть, Да, оно довольно узкое. Это вторая половина IV века. Ну, там 1650-1700 лет вот между этим. Более будет уточняться, когда вот именно по этим бляшкам серебряным, вот этим вот специалистам, наверное, Владимир Ильич Малашев, он как специалист может вплоть до плюс-минус 25 лет сузить хронологию. Сейчас они серебряные бляшки, они сейчас у реставратора, и мечи, они их очищают от коррозии и консервируют, чтобы они дальше не разрушались. И после зарисовки они будут, по этим материалам уже мы более узко сможем датировать комплекс. А так это раннеоландский погребальный комплекс, приблизительно 3-4 века. Вот. Даже можно сказать, вторая половина IV века. следующий вопрос хотел бы тебе задать, потому что многие говорят и пишут комментарии, что башни с пирамидообразными крышами, пирамидальными ступенчатой крыши, да, были только у них, у наших соседей. А насколько это достоверно? Околонаучные круги, как мы их называем, и султаны, мы с ним знакомы с этими разговорами. Это недостоверная информация. Конечно же, по нашей территории есть и более древние. Некоторых наши ученые, которые занимаются реставрациями, башенными комплексами, считают их вообще, что было до 6 типов. Пирамидальные ступенчатые крыши у нас огромное количество. Мы с султаном делали сейчас выезд в наше Аргунское ущелье. Там огромное количество их у нас на территории Чечни. Но, несмотря на это, честно если сказать, я думаю, и султан это подтвердит, в принципе, гордиться там нечем. Я поясню, это не самый даже древний тип непосредственно крыш на башенных комплексах. Более древние крыши, допустим, точно так же, как на Хаскалинской башне, вот, они, вот плоская крыша, которая считается, она считается наиболее раннего периода, то есть 10 и 12 века. А то, что они рассказывают о пирамидальной ступенчатой крыше, вообще, кто бы либо это ни говорил, это уже 17 век, 16 век. То есть говорить, как говорится, язык без костей. Люди могут, конечно, разбрасываться громкими словами, но это недостоверно. Насколько я знаю, такие же крыши есть в Чеченской Республике. Это показывает, это в Ингушетии есть, это в Осетии есть. Насколько это уже 3 региона. Да, но само собой Грузия. В Грузии то же самое есть. Один в один не отличается от наших башенных комплексов. Уже 4 региона, которые могут сказать, у нас они тоже есть. Тогда скажи мне, как ты думаешь, правда это или нет? Нет, я думаю, что это принципиально делается для того, чтобы задеть каким-то образом и показать, что с одной стороны они показывают что они вообще не разбираются в этих и башнях, а с другой стороны показывают, что это просто-напросто тупо зависть, больше ничего. Чтобы задеть кого-то, затронуть, потому что любой грузинский ученый, осетинский ученый, тот, кто занимается башенными комплексами, даже тот же Султан Илья, мы знаем прекрасно, что они есть по всей территории. Единственное, насколько я знаю, в Дагестане я видел, но пирамидальная ли крыша, лезгинские башни, они круглые, у нас в отличие, да, у нас более квадратные, на них были, но они чуть-чуть похожи, но не такие, не один в один. Поэтому даже если взять похожую структуру, получается... И они есть в 4-5 регионах, так что, конечно, это недостоверно, у нас они есть и в других регионах тоже есть. Значит, башенная архитектура на Кавказе присутствует на нынешних 4 регионах, получается, даже? Больше даже. Даже больше. Кабардино, смотри, начиная с адыгов, у адыгов есть, у балкарцев есть, у карачаевцев есть, у ингушей есть, осетин есть, чеченцев есть, дагестанцев есть, то есть почти весь Северный Кавказ. Просто единственная разница в количестве этих башен. Вот, и какое количество этих башен. И чуть-чуть по форме. То есть они отличаются. Кабанская культура имеет своеобразные башенные комплексы. Такие, допустим, как там, Нохчи. Сванские чуть-чуть отличаются, допустим. У нас Хой есть башня, да? Вот она больше на сванскую похожа. Да. Хотя сваны эти где находятся, а где находится Хой? Хой находится ближе к Харачевской
культуре ближе находится, а сваны находятся ближе к кабанской культуре. Но несмотря на это говорит, что один народ строил и там, и здесь, то есть наши люди строили и там, и здесь. А разновидность она есть, и ни один регион сегодня не может сказать, и если люди даже этим занимаются, по мне это немножко глупо. Что касается ученых, что в советское время одни из самых лучших ученых это Марковин, Виноградов, это Чахкиев Джабраил Юрьевич, мой преподаватель из Султана тоже, да, непосредственно по археологии. Он сказал, что три республики могут назвать свои республики музеи под открытым небом. Чечня, Ингушетия и Осетия. Это больше, да, больше всего, где находятся башенные комплексы. Так что... Вот некоторые ученые соседних регионов говорят о датировках башни. Что вы можете сказать по этому вопросу? С какого века Нохчи строили башни и с какого приблизительно наши соседи ближайшие? Ну, тут вопрос, я думаю, я начну, скажу то, что я считаю, и Султан, если я не прав, уже поправит меня. Насколько мы знаем, самая ранняя датировка, которая была найдена, и ныне покойным наш Хасан Бакаев и Марковин, они утверждают, что самая ранняя башня, и Хизриев Хаджи Ахмедович, ныне покойный, Далгяш Дуальцушина, они указывали, говорили, что самая ранняя башня, найденная на территории вообще Северного Кавказа, поскольку известно, по крайней мере, Северного Кавказа, была найдена в Харачое, 5-9 века. Раньше этой башни, и то по древесине, само собой, элементы его были больше древесины, вот советские ученые еще в то время определили, что самая ранняя башенный комплекс, это 5-9 век. Последние, которые есть, вот сейчас в последнее время мы огромное внимание уделяем, и благодаря Дейресхил Алурдусу, ваш Султан, благодаря Султану, потому что те моменты, которые у меня не совпадают, я обязательно знакомлюсь, потому что до того, как он начал активно заниматься археологией, Султан больше занимался по башенным комплексам, и мне намного проще в совокупности вместе с ним работать. И у нас заканчивается пик строительства башенных комплексов в 17 веке. 16-17 века мы перестаем, Нохчи перестают строить. Это время как раз-таки, когда появляются пушки и порох. То есть после этого их строить, в принципе, это не декоративные башни. Это полностью по предназначению. И по башенным комплексам самое большое богатство у нас. Так что я скажу так. С 5-9 Марковин, Виноградов и Чахкиев Джабраил Юрьевич это подтверждает. Вот они указывают 5-9 века и последние 16-17 века. Если я уже ошибаюсь, я думаю, Султан уже, если... Да, в основном датировки идут, вот как ты сказал. Единственное, вот, что я поправлю, вот, не поправлю, а вот дополню, вот, то, что именно вот мы с Азаматом в 2019 году провели впервые в радиоуглеродные анализы башен с нашей территории, вот, с Майсты, с Стерлоя. Это были такие башни, не самые древние. Мы собрали образцы, 20 образцов отправили. И датировки, они в основном совпадали с теми, что дал Марковин. Сейчас у нас обработки материала с Хаскали, кстати, с Хаскали, с Хелди, с башен. Мы оттуда до реставрации успели взять раствор. Сама заключил договор с Новосибирским отделением РАН. Они там сейчас, возможно, даже в этом месте мы получим результаты по Хаскали и по Халдинской башне. А так у нас очень много башен, которые были, но сейчас их нету. Вот, например, вот по Метое мы в 2021 году провели археологические раскопки. Это очень важно. Там, это, можно сказать, впервые археологически датированная башня. Потому что там проводились масштабные раскопки. И там было поле. Вплоть до даже в 90-х годах это место, где сажалась картошка, кукуруза. Просто люди говорили, что у них по преданию там стояла башня. Мы заложили там раскоп. И 1,5-метровая тыльная стена, метр южная, тыльная она толще, потому что она держит склон еще. И на известковом растворе сложена мощная башня, фундамент башни раскопали мы. Башня обвалилась в 19 веке из-за оползня. Там трещина прошла по центру башни, потом камни растащили на мечети, фундамент сохранился. Султан, да, как раз я по этому вопросу хотел. Сейчас немножко можно. И вот там материал археологический, в фундаменте, в траншее этой башни был 9-10 век, керамика аланская. И потом мы стали вокруг, заложили шурфы, и все выяснили, что это
место расположения этой башни. У них еще были легенды, что в этом месте еще несколько башен располагалось. Но у нас тогда времени, сил не хватило, чтобы все участки исследовать. Мы один участок исследовали. И Шурфами прошли, и там огромное, больше 4 гектаров городище. Это рядом с Шатоем. Огромное городище аланского времени. 9-13 век. И могильник, там катакомбы, и грунтовое погребение один в один. Вот, и полностью идентичный Измейскому могильнику. Это предмонгольское время как раз. Вот как раз по этому моменту, по Метоевской башне, я хотел как раз спросить, Султан, поскольку мы сегодня в гостях у Адама, и вопрос заключается в том, что ученые, историки, исследователи того периода, они говорят, что эти башенные комплексы в основе своей были разобраны своими местными жителями для нужд и строительства там домов или мечетей и так далее. Там. Насколько это подтверждается? Так ли это? Или же все-таки у нас есть огромное количество документов, где описывают царские офицеры, что они изначально их расстреливали, и уже из остатков сделано. Это один момент. Или же они сами разбирали, поскольку Шатойская крепость считается, что вся была построена от башенных комплексов, из камней от башенных комплексов. Насчет этого у тебя есть какой-нибудь... Да, они башни разбирались. Вот примерно, я хочу дополнить, вот мы еще в 2 местах в Халкилое тоже нашли фундамент башни. И еще 3-ю башню нашли фундамент Юрешкило. Юрешкило есть одна башня, ниже стоит, она реставрирована. И 300 метров выше, в черте села, во дворе мы нашли еще одну башню. 4 башни фундамента мы нашли по преданиям, что раскопали фундаменты. Но башня, вот я на примере по Метойской, она развалилась из-за оползня. Там большой разрыв почвы, и трещина видна. И в дальнейшем уже разобрали. Да, после ее, когда она развалилась, фундамент, то, что под землей осталось, а то, что над землей разобрали. А вот, например, насчет этого, вот у Авие в 1910 году он был в Шатое, и он описывает момент, когда вот эти солдаты с крепости, артиллеристы тренировались на Шатойских башнях. Там же 2 были. Вот об этом да. И стреляли они на меткость, да, как цель, да, в башне. И причем говорят, что с одной стороны озлобленные чеченцы стояли, недовольные то, что они делают, но поскольку не могли никак противодействовать этому, а те... Вот указывается в истории этот момент. Тоже и Тумкалинская, вот Евдокимовская. Да, крепость. абсолютно верно. Она тоже из 20 башен. Иваненко оставил сведения, что при ее строительстве было разобрано 20 башен. При нахождении таких башен, все башни, которые до основания разрушены, и, допустим, это в лесах находится. Я, например, видел, как другие тоже работают в нашем регионе. Они с карты, спутниковой карты смотрели, и там квадратики такие, 4-угольники. И по ним можно было понять, что это основание какого-то сооружения. А так, это не то место, где человек мог бы случайно наткнуться, потому что там были леса, какие-то дремучие, и нельзя было проходить. А по карте их нашли, потом уже проходили в то место, и там уже паспортировали такие места. Да, таких очень много. Вот именно таких памятников. Просто на сам тип нужно уже на месте определять нужно, что или это боевая башня, или какая-то жилая постройка. Жилых башен и так огромное количество. Самое большое и важное значение, ну, в понимании нас, наших и археологов, историков, это боевая башня, сигнальная. Это для нас очень важно. Жилые, полуживые, их очень много, а то, что имеется очень хорошо сохранившиеся. А вот боевые и сигнальные, их там и больше камня, там и больше материала, да и значимости намного. Там перекрытие своеобразное. То есть это просто великолепие, честно сказать. Чудо, как наши зодчие строили в таких местах. Да, некоторые в 20-х годах взрывались. Очень много уничтожено у нас просто башен. Но есть документы, где указывается, что во времена имама Шамиля они уничтожались. Армии именно Шамиля. Даже тот же Бирже примерно, какие в Аргунском ущелье, упоминает Башенкали 10 башен. Он упоминает 2 башни при входе в Аргунское ущелье, Волконск упоминает 3 башни в Дачу-Барзое, потом в зонах и упоминает боевую башню. Тот же башню между 2 варандами, потом в Варанде еще башню, штурм башни в самом селе Варанды, это которых уже нету. Нет, не существует. Султан, что еще хотелось спросить, возвращаясь к предыдущему вопросу. Какие связи есть у чеченцев с арабами? Это в любом случае, если мы сейчас хотим оттолкнуться, бывают у нас некоторые люди, которые хотят сказать, что мы не имеем отношения к аланам. Если исходить из этого, то на территории Чечни, именно в Средневековье, кроме аланской культуры, ни в горах, ни в равнине нет никого.
тогда мы должны сказать, нас вообще не было здесь. Потому что здесь и сейчас, после раскопок братского курганного могильника, после наших работ, вот, вот те же, это не мы пишем, это пишут Коробов, Малаша, вот, специалисты из РАН, что сама аланская культура классическая зародилась вот в предгорьях Северо-Восточного Кавказа. А генетически вот уже Коробов, вот как раз на Крупновских чтениях был доклад, Да. что с современными потомками алан являются... Ранее аланского периода. Да. И вот являются, они да. сделали генетические тестирования, и их потомками являются современные балкарцы, карачаевцы, осетины, чеченцы. Да, по Бесланскому могильнику, найденному ранее аланского периода, показали чисто чеченское ДНК. Это опубликованный материал. Это опубликованный научный материал, то есть показали Шоной, Энгной, который у нас принадлежит, да, Гуардло, Эшпат, у кого гаплогруппа там, допустим, Q, она им принадлежит. А вот именно совместно с нашим ДНК-проектом, есть у нас Пахрудин Арсанов, Азамат, мы при поддержке наших спонсоров вот, провели в 2021 году генетические исследования, уже материал наших раскопок, вот, с Бети Мохко, с Дачо-Барзоя, с Юрешкилоя и других. И там тоже, чисто, даже вплоть до веток. Вот, Совпадает. да, вот Бети-Мохский могильник примерно 7-9 век. Он датирован по материалу, классический аланский катакомбный могильник, а там ветка тех типов, Бено, Билто, это те же типы, которые до сих пор там проживают. И самое еще дополню сказанному Султану, у нас был преподаватель и у меня, и как раз и у Султана на историческом факультете, один из лучших чеченских аланистов, Хизрию Хаджи Ахмедович. Он до конца своей жизни всегда указывал и уделял огромное внимание. Хотя многие вот эти разговоры из соседних регионов, может как-то что-то им не понравится, этим не понравится. Так нельзя, понимаете? Это огромный промежуток времени, 1400 лет, 14 веков просуществовало Аланское царство. На всех картах того периода, европейских, арабских, написано Алания. И оно находится от одного моря до другого моря. Это вся наша плоскостная территория. Это эзотеричная часть. И правобережье, левобережье Терека. Это Сунжинский хребет, это вот Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, вдоль Хамбирзи, все вот это, вплоть до Терского хребта, это все Аланское царство, там написано Алания, везде. Или тогда, если они говорят такое, мы там можем сказать с копьями, как индейцы бегали в горах, два чеченца, да, чеченцы, имеется в виду, Цанохчи, Зудыца, мы не участвовали, но 1400 лет. Это так нельзя. С учетом того, что, ладно, можно было бы сказать, если бы там найдена, где кабанская культура, там нашли могилы, там можно было бы сказать, это наше. В советское время не скажешь, что Виноградов сильно любил чеченцев. Честно, да. И мы знаем это, да? Да? Мы с тобой, когда учились, сколько наших преподавателей, не скажу, с лучшей стороны, потому что он очень много сделал, имеется в виду во времена Виноградова, сколько бы он ни сделал, он указывает, что на территории Чечни именно, как и указывает Султан, находилась столица Аланского царства. Неважно где, в каком месте, это еще вопрос. Да, пока есть наши археологи, мы надеемся, что найдут ее, но... Если и столица здесь была... Уже нашли. Да, просто надо потерпеть да. немножко. Сейчас идут работы на нем. Да. Поэтому я считаю, что здесь полностью поддерживаю Султана и считаю наоборот, что по этому вопросу у нас есть недоработки по Аланскому царству. А отношение мы имеем абсолютно полное к аланам. И я не утверждаю, и Султан, мы всегда говорим на эту тему, мы никогда не утверждаем и не говорим, что оно принадлежит чисто чеченцам. У нас такого нет. Мы были частью Аланского царства, однозначно. Так же, как это были, допустим, ингуши, карачаевцы, балкарцы, осетины, возможно, и те же адыги, потому что они считались одними из самых прямых союзников Аланского царства, и мы не можем сегодня. И насколько я знаю, я читал некоторые материалы, некоторые грузинские ученые описывают, что то ли царь, то ли жена этого царя была грузинка по происхождению. То есть они тоже, то можно считать, что все хотят прильнуть к этому Аланскому царству. А оно находилось, еще раз повторюсь, от Каспийского моря вплоть до Черного моря. Сверху еще чуть дальше к Волге считается уже Хазарский каганат, которому мы тоже не уделяем вообще никакого внимания. Вся материальная культура Хазарии – это аланы. Да, это тоже. С точки зрения материальной культуры – это аланы. Еще один вопрос хотел бы задать, Султан. А какие типы памятников исторических есть в Чеченской Республике?
У нас в основном это могильники, поселения, городища и культовые памятники. И памятники архитектуры. Башни, склепы. Еще этим летом я бывал в местности Шикарой называют. Там люди живут в тех же наследных башнях, которые предки жили. То есть большая часть разрушена вот до обрыва, но ближе к дороге там есть комнаты, которые сохранились, и там живут люди, наследники тех же, которые раньше жили. Ну, Шигора — это огромный комплекс, ты, Да, наверное, да, видел. очень Если по средневековым меркам можно его назвать городом, тот же Шарой, Шикарой. Там он до Аргуна, у них рядом с Аргуном был средневековый могильник, и к северу от Шикарой есть могильник кабанского времени. И мы сейчас вот буквально в июне начале открыли поселение ранее Железного века, не доезжая до Шикарой, последний комплекс есть, там Голд называется, там с дорогой срезанной, там мы нашли, там провели разведочные работы, и сейчас мы пишем отчет, там вот и кабанского времени поселение. И самое важное, хотелось бы еще дополнить по, так сказать, по Шикаройским башням, когда я выезжал на место, мы работали, тоже опубликовали, не как археологи, а как историки непосредственно. Хочу сказать так, Шикарой, вот когда ты сказал город, именно Шикарой и именно рядом эта местность, она просто изобильно богата тем именно ровным, хорошим камнем, из которого можно было строить башни. Это просто, ты видел, да, там обрыв, буквально через обрыв, единственная сложность, надо было поднять, у нас башни строили наверху, и вот то, что нужно было поднять, я спрашивал каждого старейшина, как они проводили, они рассказывали, шаш белхибяш, как они поднимали, все это рассказывается, ну, просто рубить и класть, настолько он просто ровный, одного формата, срезы просто великолепие, на самом деле. И это самого обрыва, там, да, очень крутой, прям, да, бывает. Ну, ты же видел, да, 200 метров. То есть, это не боевые даже башни. Это не боевые башни, это жилые башни. Жилые башни на обрыве, так просто. И кладка геометрически, она настолько красивая, ровная, тютелька в тютельку. Никаких растворов, никаких булыжников, никаких там. То есть, если и даже была мечеть, которая была сожжена, Шикаройская, ты же видел, да, обожженная вот эта глина красная осталась после депортации. Остальном просто идеал. Стены 1-1,5 в ширину. Ну, Кстати, насчет боевых башен, вот Ростикова пишет, что после восстания 1877 года, 1878 годов, именно в Шикарое, в Хуландое, в Хакмадое башни были взорваны. Там были боевые башни, которые взорвали. эти башни, я у шикароевцев, когда спрашивал, они говорят, вот это поселение во время депортации, оно было целое. То есть эти все поселения были, там жили люди. Шикарой, сам Шикарой и тейп большой, он не маленький, да, по отношению там шаройским тейпам. Но и поселение само, оно как город. И оно стоит на неприступном месте просто. Великолепном месте и неприступном месте. И само собой огромный город со всеми закоулками по геометрически, они очень сильно совпадают. А сколько петроглифов, Султан, великолепие, да, самые древние петроглифы есть на Шикаройских башнях, то есть в нашем Шаройском районе. Вот еще сейчас момент хотел подчеркнуть. Вот, люди, у нас есть коллеги из Москвы, сейчас как раз они гораздо с нами работают, которые занимаются историей архитектуры. Вот, когда они увидят вот эти башенные комплексы, у нас есть любители, соседи, которые хотят пеной изо рта доказывать, что это мы были у них в подчинении, что платили дань. А вот эти люди, которые занимаются архитектурой Кавказа, всего Кавказа, южного, северного, они вот, когда видят эти башни, они вот, что и вот именно эти башни доказывают, что это население было вольное. Что эти сооружения были настолько многоэтажные, я не сосчитал даже, сколько этажов. У этих сооружений вообще порой были подвальные помещения, потом первый этаж, второй этаж. Четырехэтажные. Да, четырехэтажные, да. Вот в Малхесте, в Терлое бывают даже пятиэтажные жилые башни. Да, ну в Никарое тоже мы видели пятиэтажные. Это жилые, прошу не путать. Да. Понятное дело, что боевые были. Да, боевые-то строить намного проще, он специализирован под боевую башню. А вот жилой построить 4 или 5 этажей с внутренним этим столбом, это очень сложно. По квадратуре, если сейчас мы 9 на 8, 9 на 9 жилые башни. И 5, 4, 5. Без всяких арматур, бетонных кладок. Это из места. Сейсмоустойчивость. Представь себе, какая должна быть. Это же горы, а в горах, мы знаем, намного чаще происходит землетрясение.
очень часто, особенно у нас в Веденском районе, Том-Калинском районе, и они выдержали. И да, эти башенные комплексы. По квадратуре это богатые люди. Это Конечно. особняки, если 300-400 квадратов, дома каменные. Люди, которые жили в выкопанных ямах, покрытым камышом, и здесь, в горах, в высокогорье, с этой же системой водоснабжением, со всем этим, как могли быть чьими-то рабами? Это очень странно. Вот хорошо, что Султан упомянул этот момент. Хочу как раз тебе, Адам, чтобы было понимание у твоих подписчиков и зрителей. Скажите мне, если мы были чьими-то подчиненными, чьими-то холопами и так далее и тому подобное, любой завоеватель, который пришел, он должен всех убить и сесть в великолепные дворцы. Сам этот Чабан живет в каких-то саклях, которые провонялись, не будем говорить, да, чем животного происхождения, не имеет ничего, приходят 3-4-этажные жилые башенные комплексы, люди, которые могут обороняться, а у них не было пушек. Они могли просто закрыться, если бы они сверху вниз просто даже бы бросали бы камни, они бы там месяца 2-3, потому что у нас эти же холодильники, которые есть в этих башенных комплексах, холодильники, камины в башенных комплексах, это все есть. Они просто, бросая большие камни, могли там спокойно месяц продержаться. Это абсурд, на самом деле, правильно говорят, и правильно Султан это подметил, это великолепно. И люди, которые бегают с копьями, извини, ну, приблизительно, да? Ислам, вот насчет подчинения, вот ты вот читал же Кушева все материалы, Да. и все посольства, почему ходили через Аргунское ущелье, ранние посольства? Потому что Кабарда под влиянием Западный Кавказ, в основном под влиянием османов, Да, они пытались перехватить их. Восточный Кавказ под влиянием Персии, они хотели перехватить. Даже мы знаем, что они пишут, что, боясь перехвата аварскими ханами, через Сунжу, через Аргунское ущелье шли. И они знали, что чеченцы их защитят, что территория Чечни для них безопасна. Хотя рядом, хотя они пытаются с пеной изо рта некоторые наши вот эти соседние историки доказать, что Аргунское ущелье было их. Но почему-то и к ним враждебно настроенные вот эти посольства стран, вот, они проходят через Аргунское ущелье, и они не могут их перехватить на своей же территории, если послушать их. Подтверждая слова Султана, дополню. Огромное количество документов, где грузинские князья, царевичи проходили через кистинские кабаки, где он просит, чтобы угомонили чеченцев, которые якобы, когда те проходили, брали с них подарки и так далее. И даже вот перечисляя сам владетели земель, Лауских, Чинахских, Шантырских, Шабутских, владетели. Но они не говорят владетели аварии, хана, Тагика, говорят владетели земель. Другие, да, они бы указали, чтобы... И плюс, дополню, более поздний период, 19 век, во времена имама Шамиля, частые нападения со стороны Дагестана были на Грузию. Когда они как таковое перестали? Сами грузины и грузинские ученые указывают. Когда в Панкийское ущелье переселили семьи с Майсты, с Дышни Мохка, с Майсты, основали там селение, и набеги как таковой перестали быть со стороны, грубо говоря, Дагестана. Так что история сама за себя говорит. Даже в тех же, у них же тоже в основном все вольные общества были. Да. Эти ханы даже не были так полными хозяевами. Даже. Тут я бы с тобой подсоединял, потому что Дагестан в основном очень долго был под персами, до Петра Первого. Но они, конечно, утверждают, что мы там уничтожили. В горах у них очень много вольных обществ. Ну да. Ну в горы это место обычно, куда никто не ходит. У них же нету там сквозной дороги. А у нас сквозной выходит на Грузию. Которые тех же ханов, есть люди, которые... Был документ, когда уже при поддержке администрации, власти, вот эти ханы, залы пытались вот в Кеди, по-моему, захватить землю, а местные 2 человека, 2 мюрида Шамиля, прогнали их, целую группу вот этих. Да. Что даже в самом Дагестане в основном были вольные общества. Но это просто их сейчас некоторые историки пытаются, как их типа европейских, так сделать феодалами, хотя они были просто какие-то богатые, авторитетные люди со своими вассалами. Честно сказать, если говорить о феодализме в Дагестане, да, грубо говоря, хотя тематика немножко, единственное, самое прославленное, это Казикумовское ханство у них было и Тарковское ханство. Вот. И то, опять же, это не указывает, конечно, там указывается в 14-15 века идут именно разговоры об этом. Сейчас ты там смотришь,
все российские ученые, грузинские ученые, те же азербайджанские ученые показывают, где было свободное вольное общество. Это на нашей территории. А там было их слишком много. 38 на сегодня, 38-39. С одного аула не знают, что говорят с другого аула. И единственный, кто пытался объединить, вот когда начинают про историю говорить, я коротко скажу, вот имамат Шамиля, да, имам Чечни и Дагестана, да, мы будем называть так, как это было реально. Когда мы говорим о Дагестане, у людей понятие, как будто бы весь Дагестан был подчинен имаму Шамилю. Не был он весь подчинен. Там, как мы говорим, и султан указывает, вот эти вольные общества, больше горная часть, они подчинялись, и они были. И то, они были тоже огнем и мечом при помощи, там, по указанию Шамиля, обратно вернулись в лоно и стали имаматом Шамиля. А так ты посмотришь, Чечня почти фактически, большая часть вся была под ним, вплоть до Галашек, самой западной границы, это Малая Чечня. А там, прошу прощения, история это... Боюсь, что я от башен мы когда-то далеко зайдем. Еще вернуться немного к теме башен. Какие разновидности башен есть на Кавказе и какие разные крыши у них бывают? Я видел ровные, видел пирамидообразные, значит, и мне кажется, то есть это были по векам разные, то есть разные века, разные строили, правильно? Можете объяснить про этот момент? Ну, что касается типов башен, то, что есть, раз наши соседи очень сильно любят обсуждать эту тему, хочу пояснить. Они, некоторые работники, да, Академии, Российской Академии Наук, научно-исследовательского института, я видел, вот, они утверждают, что... Хотя, может, они не специалисты в этой области. Да, конечно, не специалисты. Да. Они указывают, что вот у них, допустим, в регионе есть двух типов башни. И они себя называют, прошу заметить, архитекторами и самыми главными, кто строил вообще на Кавказе башенные комплексы. То есть они называют себя, грубо говоря, страной башен. У меня вот как у человека, занимающегося историей, вопрос, допустим, к археологу Султану, вопрос к тебе, Адам. Скажи мне, если ты прародитель всей архитектуры зодчества башенных комплексов, да, башни и башенных комплексов, у тебя, как у человека, который занимается башнями, их должно быть больше разновидностей, правильно ведь? Как основа, да. Как основа. Они основатели всего этого. Но в высказываниях ученых, да, в кавычках, не кавычках, указывающие это, они говорят, у них двух типов башенный комплекс. А у чеченцев, которые никогда, в принципе, и не говорили, хотя имеют на то право, как сказал Чахкиев Джабраил Юрьевич, да, одни из этих трех регионов, это Чечня, они 4 типов, как минимум. Одна даже двухтипная, это боевая, это сигнальная, это полубоевая, полужилая и жилая башня. Сигнальная имеет 2 функции, там оборонительная, она непосредственно, и сигнальная, сторожевая, да, сторожевая и сигнальная башня. Остальные боевые, то есть у нас 4 типов. И они повсеместно, вот как сейчас Султан указал, в Шарое есть, в Итамкали есть. То есть везде, где была острая, не вплоть до Чеберлоя, да, в Чеберлое есть все эти типы башен. Аргунском ущелье везде, в Терлое, в Мялхисте, в Шатое они есть, в Галанчоже они есть, в Ведино они тоже были. Были фотографии, даже если с Зюрха это надведено. И В Харачое тоже. Бобринский упоминает, когда они с Семеном ездили, это Бобринский, председатель императорской археологической миссии, в 1888 году был в Чечне. Конец 19 века. И он говорит, что когда он был в поездке в Ведино вместе с Семеном, это как бы первый археолог считается, вот, который занимался археологией на территории Чечни, и они собрали много петроглифов, просто они не описывают башни, они не занимались, просто вот эта фраза сохранилась, мы собрали множество петроглифов с башен вокруг Ведино, крепости Ведино. Это говорит о том, что вокруг Ведино еще в 19 веке были башни. А Берже, который указывал, что здесь на равнине, здесь у нас нынешние Сюлькварт пригородные, вот на этих двух, в этом ущелье были ханкалийские, да, они называются ханкалинские лошуиш. Хануа, да. Да, там находились 2 башни в честь победы над Каплан-Гиреем. Да. Еще у Штедера есть на Сильноводске, вот эти целебный Одан пишет, тоже руины 2 башен.
Да. Чтобы это было понятно, это Сунжинский хребет. Это, то есть, это не горы эти, это вот... Уже равнина. Да, фактически, да. Еще на картах вот 19 века есть так называемая Чеченская башня, она так и называется. Чеченская башня, она находится на Терском хребте. Черленная. Да. Да. И есть Нефтянская башня, это у переправы реки Нефтянка. Это Старопромысловский район. Да. Попадает около Сунжи. Да, еще мы по материалам в Ауховском районе, ныне это Республика Дагестан, в то время она была частью, как бы, мы единой частью были. А в Аухе тоже, на плоскостной территории, тоже были башенные комплексы. У нас еще есть упоминание даже того же Волконского, что были еще деревянные башни. Да. Деревянные строились в тех местах, вот, например, в основном на Хчмохке, вот на Жиюстовском, там есть топонимика, там есть данные, что были каменные башни, но их очень мало было. В основном были деревянные. Это с чем связано? Некоторые пытались объяснить с тем, что там мало камней, там много камней, там просто грунты подвижные. Даже до сих пор дороги не стоят, и при малейшем движении грунта каменная башня трескается и разрушается. А деревянная, она в виде сруба делается, ее очень сложно развалить, сруб. И сруб этот обмазывался глиной специально, чтобы нельзя было. Это времена, чтобы ты понимал. Да, чтобы даже чтобы стрелы зажечь и не сожгли эту башню, она обтиралась специально желтой глиной и для того, чтобы не было его. На плоскости и вот именно места, где грунты подвижные, там строят деревянные башни. Да, кстати, археологи их и находили, еще в 19 веке находили. Местность, топонимически есть много мест, где Дечкал, это деревянная башня. У таких на самом деле меньше шансов дойти до нашего времен. Не, ну никаких нету, потому что... Волконский прямо упоминает, вот, в районе современного вот Махкито, вот эти места, перевал между Ускерт и там на горе деревянную башню. Ну, чтобы было понятно, это место, где наиболее активно шли военные фазы в истории Кавказской войны. Как там могли сохраниться? И с учетом того, что использовалась тяжелая артиллерия, а для срубов... И Башла, может, ты тоже вот этот документ встречал, вот, по-моему, при штурме Герменчука было, да, когда люди заперлись в башне. Да, Ди-Юрти тоже было. Ди-Юрти было тоже, который во времена Ермолова. И Герменчука было, да. Это деревянная башня, потому что каменная не сгорела бы. Что более боевые башни, да, получили? Да, оборонительные. Они, это архитектура вообще зодчества, оно в основе своей использовалось в горной части. Но в горной части оно строилось на возвышенности. На плоскостной территории, в той же мы это Чуртогай Ошел, Эрзенгал, это Червленная, на Тереке, они строились для... в первую очередь, чтобы было видно наверху, обзор был хороший, да. Когда идут солдаты с барабанами, намного проще было свыше. И поэтому их потихоньку с гор вот это зодчество при строительстве или каменных, и каменные тоже были снизу. Но опять же, Султан точно верно подсказал, особенно в Нажаюрте и в Веденском районе была очень большая проблема, сейсмоустойчивость. Там, как мы знаем, намного часто бывает оползни и строили. И даже внизу, которые были построены, они были, их уничтожали. Герменчук, Ди-Юрт вообще при Тереке фактически находится, на берегу Терека. Эрзенгал тоже там находится. Потом уже начали строить, если ты видел, нет, не знаю, Адам, нижняя часть, она строилась из камня, а верхняя часть уже перекрытия были деревянные, с деревянным покрытием, специально дозорные башни. Хотя некоторые ученые указывают, что вот эти башни, которые строили на крепости Кизляр, Грозный, что они переняли это именно тип строительства, взяли, говорит, у кавказских народов. Я не буду говорить у чеченских, может наша, может не наша. Но вот ты видел, нет, не знаю, на зоне, военных каких-то базах, по кругу стоят именно вышки, именно высокие. Да, вот некоторые указывают, что они взяты, не знаю, опять же, не буду притягивать, не люблю вот эти сказки, но говорят, что у кавказцев они увидели это, переняли, и после этого любую крепость, когда строят, они ставят эти дозорные вышки, желательно каменные, конечно, чтобы по углам был сильный обзор, никто не убегать не мог, не нападать не мог. Что касается крыш этих башен, я видел 3 вида, кажется, у нас. Самое популярное — это пирамидообразные ступенчатые крыши. Ровные видел, где просто эти каменные плиты перекрыты, перекрыты. И видел также, где как крепость, ограждение от края крыши есть. Там... но он имеет в виду Хойскую башню. Плиты этого типа. Да, 3 такие вида видел. Какие еще есть, если я вообще?
У нас чуть-чуть. Ну, вот и это и есть. Это и есть там, они при разрисовках из разного материала, но сигнальные башни в основном не использовались крыши, это плоская крыша, как ты указываешь. Они есть у наших реставраторов, они указывают, но фактически там есть ранние крыши и поздние крыши. Пирамидальные это поздние крыши. Ровные более пластые, как на Хаскалинской башне, которую мы обсуждали, это более раннего периода, 10-12 веков. Сигнальных не нужно, потому что там были дрова, их нужно было поджечь, и сигнальные башни должны были передавать. Поэтому строить крышу там не нужно было. А так 2-3 типов они есть, и все типы башенных комплексов, если у нас есть 4 вида башенных комплексов, поверь мне, перекрытия или крыши всех типов на нашей территории они есть, существуют. Но зафиксировано, как Султан верно говорит, это или пирамидальная ступенчатая крыша, или плоская крыша, ну и открытая, которую ты... Ступенчатые все исследователи говорят, что это наиболее поздние. Да, более последний. Чем позже строились, тем больше ступеней пирамиды, этой крыши пирамидальной. Следующий вопрос хотел бы задать тебе, Султан, немного другая тема, но всем интересно, особенно художникам, моим коллегам тоже будет интересно, про доспехи Амрибока. Действительно ли те доспехи, которые у нас в Национальном музее вывесены, они относятся к нему, или это просто... Миф, выдумка, рассказываешь. Ну, в любом случае, это доспехи с его склепа. Были ли они его или позже туда положены, я не могу сказать. Но это были, там по преданиям, по рассказам места, там еще был и лук, и сабля, и щит. Но в музей в Ставрополе попали только вот эти доспехи. Вот у нас есть археолог, но он сейчас уже не копает. Он работает в комитете охраны памятников, Сайдбек Мурзаев. Благодаря его усилиям эти доспехи были возвращены в республику. Именно он занимался переписками, всеми с Минкультом, подключал органы, все, и несколько лет вел эту работу, чтобы доспехи были возвращены в наш национальный музей. Честно сказать, Адам, насколько я знаю, наш регион, по крайней мере, ни в одних научных, ни литературе, ни в журналах не был, так сказать, позорно оскорблен тем, что мы занимались там подлогом или там делали специально. Есть некоторые, мы не будем называть регионы, которые ложили какие-то исторические артефакты, потом при раскопках там оказывалась черная изолента, там, да? Непонятная там пачка сигарет Астра и так далее, а говорили, что это там 12-13 века. По крайней мере, у нас этого, по крайней мере, пока нет. Нас никто не обличал в том, что не говорил. То есть вот эти доспехи, даже те, что есть, это небольшая, только маленькая часть. Огромная, вот, насколько я знаю, и Султан, мы слышали очень часто, сами своими глазами не видели, огромное количество артефактов истории находится в Грузии, которые сегодня принадлежат. Мы знаем, в то время Тбилиси это был второй Санкт-Петербург на Кавказе. Да, административный центр, и все туда свозилось. Там есть огромное количество и флагов со времен шейха Мансура, потому что имама Шамиля, потому что царская Россия как бы шла и оттуда, с горной части, я хочу сказать, не только на плоскостной территории, но и через грузинские горы тоже приходил. И у них очень много артефактов там находится. Поэтому пока, по крайней мере, будь то Амрибока или остальные любые, нас в том, что мы занимаемся плагиатом или то, что мы занимаемся определенные, я не хочу называть регионы, но есть соседние регионы, которые конкретно занимаются тем, что подделывают исторические артефакты. У нас не то, что не подделывают, у нас масти нету, да, грубо говоря, по-молодому, по-молодежи, надобности нету. Мы то, что раскапываем, то, что нашли, Дересхил, Султанин, Азаматин, два единственных живых археологов, которые занимаются, все, что находят, музейчу, Аил Харбов, что. Я надеюсь, что, может, это некрасиво, но есть такой простяцкий разговор, да, у чеченцев, да, чернокопатель. Вот я бы сказал именно на этих людей, да, хунд элча, хок оман, мархал истории, халлакияш был наха ишбу. Больше всего артефактов, которые могли бы найти Султан, Азамат, да и другие археологи, дай Аллах, чтобы еще больше было у нас, они бы все это отдали бы нашему музею. У нас загажники были бы. У нас киевского периода, аланского периода,
Ну, сколько их? И тем более, сколько культур на нашей территории находится. Точнее, имеется в виду, захватывают те или иные культурные кластеры. Поэтому я могу сказать, что самые большие враги нашего народа, те, которые бы и занимались бы подтасовками и так далее и тому подобное, это люди, чернокопатели, которые каким-то образом потом пытаются пройти, снять ролики или на телевидении отправить их, и говорят, что они нечаянно наткнулись на горшок, которому 500-600 лет, ой, он такой хороший и так далее и тому подобное. Это бич нашего народа, реально, который грабит этот наш народ. Потому что эти ребята должны ставить датировку, готовить документы, потому что это наше будущее. Завтра, вот как ты говоришь, даже сомнения в том, что даже реальные артефакты наши ставятся под сомнение, и некоторые... Вот у тебя возник вопрос, а наши ли это? Почему? Если бы таких моментов было бы десятки и сотни, у тебя бы не было никаких сомнений. Да. Понимаешь? Вот о чем я говорю. Поэтому самые большие враги нашего народа – это чернокопатели и люди, которые мешают нашим археологам. Благодаря сегодня нашему руководству и этим ребятам, я просто, занимаясь своим каналом и нашей историей, я просто радуюсь, я их умоляю, говорю, мне пришлите, потому что я хочу, чтобы все об этом знали, чтобы все знали. Для меня это просто-напросто эти люди реально на вес золота. Вот так вот. Бяхмобил Дейл. Артефактов других регионов. Вот это было в 2020 году, по-моему, или 2019. Мы узнали, что вот в Курском районном музее Ставропольского края хранятся наши вещи. Но там студентка из Ставрополя, она написала нам, она там была на практике, и на одном кинжале, на небольшая такая бляшка, 2-3 предмета. Она просто там нашла, не успели состереть слово «зандак». Это зандакский могильник, эпохи поздней бронзы, вот это Марковнева копал. Зандакская археологическая культура даже есть названа. Да. И вот этот кинжал, он опубликован. И она думала, искала в Ставрополе село, не нашла, потом по интернету нашла в Чечне село Зандак. И мы думаем, вот эти 3 предмета мы знали. Мы поехали туда, Азамат, я, с нами работал еще из Нори, Юни. И там мы обнаружили уже по публикациям вот этот с киевского времени кабанский топор с головой барса. То есть по бывшим каталогам, которые были еще во времена СССР. Да. 2 кольчуги, там сабли, кувшины, оружие, еще... Цепная реакция своеобразная пошла, да? Несколько кабанских других топоров. Они там все стерли, покрыли лаком, пытались, отпирали, что это не наше. Но потом по публикациям мы доказали, это вещи были украдены вот в 95 году во время войны с нашего национального музея. Да. И потом мы эти вещи нашли, сделали опись, все передали в наш Минкульт, и эти вещи были возвращены, они сейчас в нашем музее хранятся. Дополню подтверждение полностью к словам нашего археолога из Султана. Есть видеоматериал, я думаю, Адам, ты его видел, опубликованный самими российскими офицерами, которые непосредственно наткнулись на Урал, который после разграбления музея вез огромное количество артефактов, разграбленных с Грозненского музея. Огромное. Это есть на НТВ, если я не ошибаюсь, этот видеоролик. Они показывают, что были разграблены. Ты представляешь, люди поехали за кинжалом одного типа, грубо говоря, да, 1-2 артефакт обнаружили. Чтобы было понятно, это даже Курский район, это даже не столица, это просто какой-то самый окраина Ставропольского края. Что будет в больших музеях, что есть, что они получили и в частной коллекции, мы до сих пор даже... Это то, что было найдено благодаря нашим ребятам, вот то, что они смогли вернуть. А я знаю, это Султан-то не хочет немножко говорить, а это был очень долгий процесс. И очень они просто-напросто не хотели настолько сильно возвращать это. Ты просто не представляешь, с каким трудом они это все вернули. Поехали за одним, нашли там 10-20, да? А сколько их остальных? И до сих пор частных, вот мы наталкиваемся, найдены какие-то, сам и Юни мы когда обсуждали, до 1000 почти что наконечников. Он говорит, я нагнал во время ЖД вокзала, которые были найдены у нашей горы Тибулустма, до 1000 наконечников со времен монголо-татар найдено. Этот человек их вез продавать куда-то, то ли в Краснодар,
армянам, то ли в Осетию. Он еле успел, говорит, я побежал за поездом, выкупил у него и взял. Отсюда Выкупил вот свое, туда. получается, все равно. Да, свою историю выкупаем. Вот какой вред от этих чернокопателей. Они не помогают нашей истории. Одно дело, ты хочешь, я предлагал это и в эфире говорю, хочешь прославиться, вот ты нашел горшок там с грузинской Асавтамруле, да, надписью, или какой-то петроглиф, позвони. Султану позвони, Азамату позвони, сообщи, они приедут. Хочешь, снизу напишу там. Абдурахман из селения Герменчук нашел здесь-то древний кувшин такого-то периода. Это очень значимо. Ты будешь в этом каталоге, который нашел, но это наш останется. И эти 50 рублей, 100 рублей, 1000 рублей, они-то закончатся. Но это как, знаешь, вот от человека оторвать частицу, вывести и говорит, на, пересади себе. А этот человек потом сидит, отдает статьи в научные журналы, и они оказываются, им 1000 лет, 2000 лет, это автохтонные народы, а мы от аланов отказываемся, от наших исторических артефактов отказываемся, потом остаемся с ни с чем. И обвинять наши дети будут нас. Тебя будут Адам обвинять, Султана будут, меня будут обвинять. Они скажут, куда вы смотрели? Почему вы не сохранили? И вот благодаря вашему, грубо говоря, да, телевидению, или правильно говорить, таким ребятам, как ты, как Султан, мы хоть сегодня можем донести до людей, благодаря Нокчи Фильмсу мы можем людям, очнитесь, реально, очнитесь, послушайте наших археологов, наших молодых ребят, которые нас приглашают. Мы должны это все сберечь, реально сберечь. Если мы это не сделаем сегодня, завтра у нас не будет. У нас не будет ни истории, ни башен даже, и эти башни, и так на них сегодня кто только не претендует. Он Султан, сам он из Тайпа-Чанты, сам он и Тумкалинский чистокровный. На его башню, родовую башню, претендует Сюли, который находится там, и пишут, я лично, я тебе отправлял, нет, не знаю, статью, они говорят, вот это дюрт Бауншяцер, они говорят, это наши башни аварские, мы охраняли это ущелье. И Ченты, это и Тумкалинский район, это Шарой Махбаци, это не Чаберлой, это не Шарой. Они уже дошли до Итумкали. Дальше говорить стоит. Само собой, с этой стороны одна партия сидит, говорит, весь Галанчош был наш. С этой стороны другие. Я не знаю, где мы были, видать, искали в этой реке Аргун золото. Да, и в Аргуне сидели. Я раньше себя успокаивал, то, что Аргуна 2, они не называют какой. Вот между речи. Да. Теперь уже перешли через Шар-Аргун. Да, давно уже. Даже вот мерзко, на самом деле. с точки зрения закона даже сейчас, это же закон уже зачен, и по федеральному 73-му закону это преследуется там до 5 лет срока и от 700 тысяч до 7 миллионов штраф за чернокопатель, незаконно проведение. Даже археологи, если они незаконно занимаются раскопками, то же самое. Султан, скажи мне одно, вот, и я для себя сейчас, пока Адам как раз задал, вот у меня вопрос к тебе касаемо по археологии. Не столько вопрос, но я хочу проконсультироваться с тобой. Скажи мне, если чернокопатели, не сообщая вам, находят, допустим, аланское захоронение, скифское, без разницы, периода, скифского, аланского, кабанского, без разницы, находят, тырят его, вывозят из-за пределы и продают его. Если оно не зафиксировано, они же потом могут предъявить, допустим, возьмем Армению, там, Азербайджан, они же могут поднять, сказать, это наше наследие. Оно же документально, если у нас не зафиксировано, оно же уходит из-под нас полностью. Да, уходит. Да? Вот это я хотел. То оно перестает быть нашим. И мы доказать не... Вот Султан как доказал, когда вернул? Потому что были каталоги, зафиксированные ранее. Мы просим только зафиксируйте. Дальше, чтобы их куда бы ни украли, куда бы ни вывезли, они рано или поздно придят, скажут, Чеченский музей скажет, они были наши. Иногда вот даже у нас, не буду сейчас имена называть, наш бывший коллега, он наполовину соседнего региона, сейчас там работает, и он сказал, когда на одном из известных комплексов на реставрации работал, раскапывал, ему принесли ящики вещей и сказали включить в отчет, что они из этих склепов, и он это сделал. Он сам это нам рассказывает. Его поставили перед фактом, кто должен это сделать. А эти вещи могли быть из наших склепов. Вот результат. Сейчас, они вошли сейчас в научный отчет, что они из этих склепов. Абсолютно верно. Я хочу еще дополнить по тем же башенным комплексам. Вопрос, который был с нашим соседним регионом в 2018 году, да, спорной территории, которую поднимали.
на каталогах 70-х, 80-х годов, Султан может подтвердить, Миржоевские, Цечоевские, все эти башенные комплексы, они зафиксированы как чеченские. И относились к нам. Да. И они, несмотря на то, что думают, что у нас нету этого архива, в 2016-2017 годах, есть переписка, мы все видели в интернете этих людей, поработали, говорит, над некоторыми объектами, пускай теперь чеченцы постараются опровергнуть, что это наше. Даже вот Мужухоев, археолог, он советский археолог, Да. ну, Мужухоев, уехал после Он даже границу, он когда копает, описывает памятники, границу в его статьях четко проходит по Фортанге. Исторические мартанки. Вот насчет вот этого, когда артефакта, вот у нас есть в музее хранится шапка с золотым шитьем, она из венецианского бархата 14 века, грузинское церковное шитье, но она найдена в 85 году в Каратахе, в склепе. И она была опубликована и тогда, и потом еще вот звезда на ДД есть реставратор тканей, археолог. Она совместно с автором раскопок ее опубликовала еще в 2014 году, опять снова после реставрации. И потом мы видим один раз, вот есть журнал Archaeology, американский журнал, и там эта шапка опубликована и написано «Предмет русского церковного искусства из монгольского погребения». Где-то куда-то. И паника была? Выходили все тысячи человек. Подняли панику. Почему? В статье «Звезда» на ДД написано, что этот артефакт был забран на реставрацию из музея и возвращен. А на самом деле его не вернули. Мы пошли в музей. Они говорят, он у нас никогда не хранился. Просто авторы раскопок там поленились, может, не знаю. Не зафиксировали, да? Сдали в музей. Реставратору принесли как будто из музея. И она, не знаю, куда она могла. Но мы просто опубликовали тогда в Инстаграм статью. Если немедленно шапка в ближайшую неделю не вернется в музей, не будет передана, она должна по закону передаваться в любой военный предмет. В оригинальный музей должен, главный музей региона должен передаваться. И те артефакты, которые сейчас найдены султаном, они тоже точно так же. И через неделю, пару дней шапка оказалась в нашем национальном музее. Альхамдулилlah. Вот так. Об этом никто не знает. Нету... У нас же султан это не Роберто Баджо, понимаешь, не Рональдиньо, не Месси. Об этом никто не знает. Он не делит, не бьется в UFC, ММА. Об этом никто не говорит, что вернули культурное наследие. Такой парень, как Азамат Султан, что это очень важно для нас, для наших потомков, для науки исторически это важно. Поэтому, когда новчие комиссии работают, чтобы люди скромные, тихо работающие, да, освещать и популяризировать, потому что народ должен знать свои герои, которые абсолютно 2 человека, можно сказать, зависимо от работали именно с этими раскопками. Мы должны знать их лицо. Да. Следующий вопрос хотелось бы задать Сергею Башлан. Так. Где на Северном Кавказе больше всего петроглифов на башнях различного вида? Потому что во всех почти башнях, во всех сооружениях есть петроглифы почти на всех. Но я почему-то догадываюсь, что ты этот вопрос не просто так задал, потому что некоторые наши недоброжелатели отметились тем, что говорят, что у них, скажу так, я думаю, и Султан, мы с ним обсуждали, не повторяющиеся петроглифов, которые были найдены и зафиксированы, до 250. А всего петроглифов как минимум 600 на территории только Нохчичу. Остальные, имеется в виду, это повторяющиеся. Да. А 250, которые не идентичны друг другу. Не похожи друг на друга. Да. И не повторяются не только в Чечне, а и в других местах. Само собой. 600. И, насколько я знаю, и Марковин, и Чаркиев Джабраилович, все они указывают. Такого количества на башнях петроглифов, жилых, полуживых, боевых, сигнальных, сколько есть на территории нашего региона, Нохчичу, нигде нет. При том, что на их время было известно порядка 150-200 петроглифов. Да. А сейчас, после нашей работы, в одном Хое мы нашли больше 100 блоков с петроглифами. В одном селе Хой. На одной мечети Макажойской до 9 петроглифов. Вот в самой Хойско-Макажойской котловине у нас больше 250 петроглифов собрано.
В одной экспедиции в Терлой мы собрали больше 100 петроглифов. Да, и хочу заметить, Терлойской горе? Ущелье. и хочу еще отметить, что нету такого случая, чтобы хоть кто-то занимался подделкой или в кухне рисовал петроглифы. Ну, ногчи на самом деле очень ленивые люди, по сути своей. Необходимости нет. Эти древние петроглифы, они многие зафиксированы. А те, что не зафиксированы, они в таких местах, что ни один чудик. А да, кстати, пока мы, Адам, хочу еще раз напомнить еще об одном моменте. Сегодня нисколько не хвалю султана. Но одним из, кто первых увидел, что вот эти угловые камни с петроглифами выбивались и их крали именно на территории Хоя, это был султан. Он поднял панику, подключилась наша Веденская РОВД, остальные власти. Они провели несколько раз преследований. После этого перестали пропадать камни непосредственно с Чаберлоевского района. А до этого, и султан сам лично показывал, мы видели, тот, кто видел это видео, султан прямо показывал, как его вытаскивали, как туда пытались ломом пробить. То есть, да, чтобы было понятно, это не сделали соседи с Запада. Ну, конечно, мы знаем. Да, это сделали уже другие соседи. Ну, благо, после этого уже выставлена охрана, после этого уже было сделано, альхамдулилlah, они сохранились. Реставрацию после восстановили, да? Это после, это до реставрации. До реставрации. Султан сохранил этот камень, указал, потом Юни еще проводил. На этом камне очень более 60 знаков. И на одной стороне в основном оказались знаки письменности Асамтаурули. Да. Асавтамрули. Это, еще раз, Асавтамрули, это древнегрузинская вязь, да, одной из самых древних грузинских вязей. И она находится на восточной части, самая восточная наша окраина, фактически нашей родины. Это не на границе с Грузией. Это не Чантимо, это Чеберлоевск. Заматом мы занимались поисками. Вот у нас 2-3 статьи по этому опубликованы по этим надписям. Их уже около 30 надписей у нас на территории Чечни. Это начиная от Чаберлоя и заканчивая Хайбахом, Зумсой, Мулкой, Терлой, Малхиста. Некоторые переведены. Там этим буквам написаны чеченские тексты. То есть использовали грузинскую вязь. Да, использовали чеченские слова грузинской вязью. Древней грузинской вязью. Тогда И грузинские специалисты, мы подключились, они их датировали, по шрифту они датировали их. А потом мы, вот, те даты, которые они дали, совпали, мы отправили 2 чашки со склепа. Деревянные миски были с надписью. И они, да, грузинские специалисты их датировали тоже 12-13 веком. И мы отправили в радиоуглеродный анализ в США, институт Жоржия сделали, потому что это мелкий такой, небольшой, как со спичной головкой спил, сделали с них. И они дали тоже этим чашкам, одна 1298 год, вторая 1316 год. Чтобы было понятно, почти что фактически 800-900 лет. Тот же специалист, который их датировал, нам датировал другие надписи и 10 веком, и 11 веком. 1000 лет, 1100 лет. Это Михаил Лабадзе, он филолог, доктор филологии, он работает в патриархии, да. И притом он владеет несколькими кавказскими языками, чеченским языком, он диалектом владеет. Он знает несколько чеченских диалектов даже. И, собственно, чтобы свести параллели, получается, в тех годах чашка получается с грузинской письменностью, и в тех же годах та же письменность самогрузы тоже была. Конечно, не могла быть, она и была у них. Именно в этот период она в Грузии она остается только в церковном. То есть более древней остается. А обычно у них в Хедруде другой шрифт уже появился. А это Асамтаурули используется только в церковном. Иконы подписывали. Чтобы было понятно, там 4 письменности. И самая древняя это Асавтамруль. И самое сложное это Асавтамруль. Но обозначает, она у нас найдена не в церквях, они найдены в жилых. Что говорится, о чем говорится? То, что мы владели древней грузинской вязью, а самое значимое это древняя вязь, и что мы владели, потому что все слова в переводе обозначают только чеченский смысл, не грузинский. Можно было бы сказать, что с грузинской церкви украли, пастор принес. Здесь нет, здесь чеченские слова грузинскими буквами написано, и они найдены в основном в жилых комплексах или боевых комплексах. Вот в основном вот все эти надписи были, например, в Зумсой было «Аск Ацалатина» надпись. Я не согрешил.
Вот Малхисте там, или вот Мулой было Дога имя, Малхисте Мадай, Мада, Дика, имя, Ну, имена, да. да, собственное. Вот то, что вот там передал Аптелудину при реставрации Бенха башни Мгм. найдены были несколько блоков с петроглифами и с камень с надписью СМТ-рули. И то, что вот Хой, которые пытались выбить его, там просто знаки нанесены. И эти специалисты из Грузии объяснили тем, что там были места, где обучались, и это просто ученики записывали буквы, там нету текстов таких. То есть как алфавитные Да, типографии, как учились использовали, писать буквы, писались, запоминали букву и с этими буквами уже учили, да. Ну как на доске у нас фиксируют, вот так же они, видать. И в целом, завершая вопрос про петроглифы, хотел бы спросить, есть ли у нас в республике или даже ближе, может быть, специалисты, которые могут расшифровывать петроглифы? Сейчас, я думаю, вот некоторые петроглифы, вот Идрис Булатви очень хорошо расшифровывает. Вот именно вот эту химоевскую, он ее готовит публикации, он ее связывает с мифологией, и довольно убедительно, аргументированно расшифровывает некоторые. Я дополню, вот по Идрису сказал, точно так же немножко пытается в своих книгах раскрыть этот вопрос Лечи Ильясов. То есть, но так, будем откровенны, Султан, мы с тобой прекрасно знаем, они, конечно, молодцы, мы их любим, но что 100% наши петроглифы расшифрованы, это будет неправда. 10%, можно сказать, да, только начало. А 100% расшифровать. Еще дополню по петроглифам, как раз, Султан. Когда мы знаем вот этот петроглиф, который до сих пор наносится на многие могильные плиты, да, знак солнца его называют, вечности называют его, калаврат русские пытаются назвать, да, вот у нас четырехлистник, да, похож на четырехлистник. Хочу, чтобы вы понимали, мы не можем датировать его, ну, грубо, да. Когда ты заходишь, занимаешься семиотикой, семантикой, ты смотришь, эти же знаки найдены в Древней Индии, они найдены у древних индейцев Северной Америки и Южной Америки. И приблизительная дата именно этих петроглифов 3,5-5 тысяч лет. Это тот же самый символ, который использовал потом в дальнейшем Адик Западной Европы. Эти же кресты, как я сказал, Да. свастики, они есть и на кабанских изделиях, Да. и очень много их. Те же вот эти спирали, все. Они даже не у нас, я же говорю, как раз не указанные у нас, их датировка 5000 лет, 3,5-5 тысяч лет. И они у многих народов на самом деле есть, но это очень редкие символы. А на нашей территории повсеместно почти гор чурты от самого востока до самого запада есть эти петроглифы. Один из самых известных петроглифов у нас. Следующий вопрос хотел бы, Султан, тебе задать. Можешь объяснить слова Мудрика про Аарона? Ну, во-первых, вот есть статья Аликберова, он директор института этнологии, этнографии, по-моему, да? Антропологии. РАН, да. И Мудрока этимологии слова «алан», они ее возводят к нашему языку, происхождение. И многие вот эти надписи ее Мудрик расшифровал именно с территории Салто-Маэцкого городища, Падон вообще с городища. И там определенный процент убедительно доказано есть чеченской надписи. А вот Зеленчукская, она относится к тем же местам? Не, это уже КЧР. КЧР. Вроде бы говорили, что там найденные надписи Зеленчукского могильника тоже относили непосредственно. Ну, и многие пытались расшифровать, но просто ее и Хизриев, и Лечи Ильясов, и Якуба Гапова их расшифровывали. Они приняли же это уже за основу? Как бы определенно, даже некоторые сомневаются, что вообще это была, потому что сама стела не сохранилась, поэтому... Под сомнение ставим. А у Мудрика 100%, да? Есть в музее хранящиеся предметы, артефакты, на которых эти надписи есть, кувшины. Там, например, там был кувшин, на котором был написан «Налх». И он сказал, что чеченские женщины просто... Это время 9-10 век, когда грамотных людей в Европе там одни монахи были, можно сказать. Да, по всему миру-то можно было только и монахи. Вот эти женщины на чеченском языке писали, чтобы лишний раз не открывать кувшин, что у них где хранится на нем. Масло, да? Налх, да, масло. И на лишенной лошади там, по-моему, было «Хера алаш зёрталью». Этот мерин коренастый. Зёртал, слово
Массивный, значит, да? Да, массивный, массивный. Ну, султан около звездал. Про себя я вообще молчу. Вот некоторые ученые Танзиля Чабиева утверждают, что только они знают, кому принадлежат родовые башни. Так ли это? Другим обоснованием нет. Хороший вопрос. Я, честно сказать, не слежу за деятельностью этой особы, кроме одного момента, который меня непосредственно задел, поскольку мы знаем, что Уарстхуа – это один из тукумов чеченских, но это уже отдельная тема, по нему, если у тебя будет желание, я отвечу. Но что касается, что не знают, это недостоверная информация, это ложь. Каждый, чтобы просто-напросто, один случай, чтобы даже рассказать, а я могу рассказать тебе, просто боюсь, что тебе не хватит еще ближайшего часа, я могу называть тебе фамилии, которые реально это принадлежит, эти башни. Даже фундаменты от башни, какие семьи, какие фамилии. Но я хочу привести один пример, поскольку сегодня он у нас в гостях, вот сидящий Исаев Султан, у них есть родовая башня, у их фамилии. Зузбау называется. Зумашу Гара, да. Исаев Султан. Кому принадлежит башня? Я ответил на твой вопрос. Да, И таких, и это непосредственно человек, который имеет башенный комплекс, грубо говоря, да, который, и тут не имеется в виду, смотри, здесь я хочу еще один момент отметить. Чеченцы это не ингуши. Чеченцы это большой народ. Если в Ингушетии, грубо говоря, да, допустим, по последним данным и докладу, который они зачитали в Грузии, их 498 тысяч, 496 тысяч чеченцев, по официальным статистическим данным, проживающих в Чечне, 1,5 миллиона. Это в 3 раза больше. Я хочу пояснить, почему. Одной башни может выйти 4 брата. 4 брата – это 4 фамилии. Это может быть Исаев, Чимаев, Даудов, Абдурахманов и так далее и тому подобное. Еще учитывая возраст башен, 900 лет, 800 лет, Да. там уже целые тейпы разрастаются из этого. И да, само собой. Это, по сути, говорить, это уже, если бы сказали, нету тейпа, там, не знают, к какому тейпу бы относили, это был бы такой же позор. Мы вот этот рубеж, ну, знаешь, что самое интересное, хорошо, ты меня не оставил выхода, как говорится, скажу тебе так. Скажи мне, пожалуйста, в каком веке, тебе будет, чтобы ты понимал, появились на Кавказе фамилии? Дашь пример? Ну, век назад, наверное. Они появились в 19 веке, их принесла Россия. Что говорит, если башня носит фамилию, это башня 18-19 века. Это, ты понял, о чем я говорю? А чеченцев, если даже мы бы сказали, это ничего позора нет, потому что чеченцы перестали, Нохчи перестали строить башни в 16-17 веке. Не было необходимости их строить. А если кто-то начал позже строить и сегодня гордится еще фамилиями, типа мы знаем фамилии, а вы не знаете, я могу сказать, извини, детка, крошка или красавица, или ученый, вундеркинд. А когда фамилии появились? Если ты по именам, до каждой башни. Хокчур, Мади Мухаммад Вялан, Хокчур, Аслан Вялан, Хокчур, Идрис Вялан, если там, грубо говоря, да, после появления. Если они прочитают работу Марковина. Да все они же есть, они, да. Там есть в каждой башне, они есть. Зузбау, Адибау, Бокибау. Кто проживал в них? Да, Кирдибау. Вот последнее, то, что в Терлоевске мы поехали. Кирдибау, Шутига, подряд ляч. Вот этот на 10-го, где надпись Тамар, мы с тобой, Султан, видели. Элпа. Вот Элд владетель этой башни. Элд это Нохчу. 10 века башня. Султан второй. Кирди Банш, оттуда вышли несколько. Гимрой Банш, их было 3, сейчас один, кажется, остался, да? У них есть... одна наполовину разрушена Гимар. Всех этих башен есть фамилии. Конечно же, это неправда, Адам. Так что, кто бы не заявлял бы, не делал бы такие заявления, поверь мне, этот человек реально или очень глупый, я не знаю, кто это сказал, но, грубо говоря, скажу так, что этот человек поступил очень глупо и лишний раз показал, что если он говорит, мы можем назвать каждую фамилию, там, фамильная у нас башня, а мы можем сказать, у нас не фамильная башня. Фамильная башня может появиться только в 19 веке. А наша тейповая, потому что наши тейпы вышли в 9-х, 10-х, 7-х, 8-х веках. Мы по тейпу можем сказать, потому что из-за этого тейпа 10-20 фамилий мы себе можем позволить. Специалист, если по ее диссертации, по публикациям, она занимается
периодом исламизации, но если почитать... Это исламизация, там, Если 19 почитать ее статьи, то она тоже полный профан в этой теме, потому что такие глупости там написаны. И это, как говорился, если сапожник начнет печь пироги, и пирожник сапоги, то... Да. Так что в этом хочется добавить, что проблематика у нас нету, кому какая башня кому принадлежит. Нет, вообще нету. Да, наследники тех же башен не был чеченцы особенно. Даже не бывает отходят кладбищ от своих башен, от своих язык. Даже разъезжая по Европе и живя там, возвращаются на родовую башню. Конечно. Даже могут быть несколько тейпов выходцев, потому что если башне 1000 лет, Да. у нас некоторые тейпы, у которых Гары общий предок отделились, жил нехи отделились. 500 лет, 700 лет назад, несколько тейпов, у которых 900 лет назад общий предок Общий жил. предок, да, был. И поэтому из этой башни могли выйти даже несколько, потому что башни очень древние. Сейчас у нас есть очень одна больная тема, мы, в принципе, затрагивать не будем, но когда тейпы разрастаются и становятся супер тейпами, да, назовем так их в кавычки, супер, большими, от них начинают появляться гары. Потом появляются нехи, тот, кто переселился, это нехи, тот, кто разные фамилии, гары. Но все они, в конце концов, сегодня это может быть 3-4 тейпа, когда и ДНК сдают, у них показывают буквально 500-600 лет у тебя общий предок, они все должны, это принадлежит башне. И когда-то их один общий предок вышел оттуда, от него пошло 2 сына. Один переселился на север, другой переселился на запад. Третий остался башней. Третий остался в башне. Башня может быть и его имени, но точно так же башня может быть и его, потому что она принадлежит этим людям. А в этой башне, насколько мы знаем, сколько выходили из этого поколения, любой там Чентиш, Бухакер, Масгардуса, Копдик, Гардала, они могут любой прийти и сказать Артхабаваю. И никто не будет убивать султана, не будет, и султан их убивать не будет. Это показывает, мы переросли это, во-первых, перешли давно этот рубеж. Это показывает наоборот, что у нас один род. Ну, Чен там башен больше, чем Гару, к счастью. Да, с этим проблем вообще нет, Да, из примеров в Тазбиче я видел семью, которая живет на территории той же башни, которой в прошлом у нее было. То есть у нее был современный дом, но на территории они же эту башню сохранили. Она, кстати, очень хорошо сохранилась. В Тазбиче, когда возвращаешься, с правой стороны дорога находится. И такие примеры очень много, где люди на той же территории. Шикарой ты сам привел пример, Шикарой то же самое. До сих пор там живут люди, поэтому проблем с этим не бывает абсолютно. Я вообще молчу про башни, жилые башни. Их вообще сколько? Или примерно один гар Майстинский Пуга, там 6 боевых башен. Вот. Ну, Гайрбеков муслим. Башенный комплекс трехэтажный у него стоит до сих пор в горах у нас в Галанчорском районе. Все знают, что это башня, откуда вышли Гайрбеков муслим. Все. Ца Султан, Ца Ахмад, Ца Мухаммад, ты если называешь, что смысла уже говорить, они не знают. Мы только знаем свои фамильные башни. 19 век, все. Не было ранее фамилий. Если бы она была бы реальной, она или он реальный ученый, любой русский скажет, а когда у вас появились фамилии? Что ты скажешь? Когда построили башню. Ну вот. Вот и все. А это получается, извини меня, ты сама делаешь уже. И какие претензии могут быть, допустим, к Нохчи, у которого башни там 12-го, 13-го, ну и перестали их строить, само собой. Слово потом хотел бы спросить, каково количество зафиксированных башен на территории ЧССР, Чахкиевом и Виноградовым, например? Могу сказать, если я не прав, Султан поправит. Даже не ЧССР, я тебе скажу. Чечни отдельно и Ингушетия отдельно. Чечни отдельно 198, Ингушетия 122. Это во времена Чахкиева, Марковина, Виноградова. И то они не все зафиксированы. Не все. Потому что были найдены некоторые башенные комплексы, как раз таки Султаном, Азаматом и другими. Целую боевую башню мы с Азаматом. Но городище целые находили. Боевую башню нашли, замок, комплекс со склепами, все эти. Который не было нигде, ни в одной картотеке. То есть, получается, автоматически даже в современной 21 веке, если они нашли... В Мэрбека Булато за 28 год мы нашли упоминание, и по его рукописям искали, ходили в ущелье и нашли вот эту Дакачу башню. Ну, где-то, если я не ошибаюсь, Султан, 196 или 198 армянчик свой. И не все это, да. Да, потому что вот мы находим уже руинированные башни. Место, где они стояли, фундаменты сохранились, это памятник. Потому что у нас именно
Даже в эту войну много потеряли башен. Например, Каратахскую башню мы потеряли, Тертинскую башню потеряли. И Я хочу... Халдинскую башню в эту войну вторую расстреляли, одна стена осталась. Не знаю, уместно или нет, но постараюсь более политкорректно выразиться. Сегодня башенный комплекс, который есть у нас, находится в особо охраняемом месте. Это погранзастава. И скажу вам честно, у меня и сердце болит, и каждого представителя нашего народа, когда ты едешь, смотришь на эти места, где выстроены, как, не знаю, дзоды, доты или как они называются, они полностью состоят из камней, которые были, не видно, обтесаны, что это или от жилых башен камни, или от боевых. Это сегодня факт. То есть по закону это зона, куда нельзя. Это благо мы сейчас еще оттолкнулись. Сейчас у нас появился доступ. Свободно мы можем передвигаться на эти места. Что я хочу тем самым сказать, что очень много. Некоторый наш один восточный сосед с красным... ладно, не будем говорить это. Не хочу портить как бы ауру. Ну, потомственный историк из соседнего региона заявляет, что в горной части за последние 2 войны не было уничтожено ни одного памятника культурного наследия. Так вот, начиная от Чеберлоя, лично я находил и ставил прямо рядом с башнями снаряды. Я не специалист в военной области, но я знаю, находил ракетные от вертолетов снаряды, минометные снаряды, танковые снаряды, воткнутые прямо в башенный комплекс, которые разорвались и части остались. И так вы можете посмотреть любых блогеров, которые ездили по нашим горам. Я не могу сказать, что это целенаправленное уничтожение культурного наследия. Нет. Но во время войны никто же не говорит: о, это ЮНЕСКО, защитите там. Такого же нету. Вертолетчику ты не объяснишь, ни танкисту не объяснишь. Они многие, я подтверждаю слова султана, они многие уничтожили. Многие. Но несмотря на это, даже сохранившееся вот такое количество, то, что есть по официальным данным, которые у нас есть. И туда не входит ни в коем мере жилые башенные комплексы. И еще один момент. Когда мы ездили непосредственно вместе экспедицию делали султана в горную часть, а именно в Терлоевскую горную часть, где Терлой-Муах, встретились мы с главой муниципалитета Итумкали, главой района точнее. И он сказал, что на территории Итумкалинского района 456 или 58 комплексов объектов культурного наследия. Это на одном Итумкалинском районе. 450. Ну ладно, 56, 58, без разницы. Это то, что еще только нашли. Султаном, когда мы ехали, султан видел вот здесь срезы, когда дорогу делают, расширяют, а мы знаем, что непосредственно эта дорога, иншаллах, скоро и будет реставрирована, и дорога в Грузии будет открыта, и у нас таможня будет там, да, а у нас есть для развития нашего региона. Но султан указывал, что вот здесь склепы, это еще неизвестно, сколько еще найдут. Буквально 2 дня тому назад наш второй археолог Азамат нашел, еще хочу отметить, Адам, нашел могильник, вот склеп. Поселение, да. Целое поселение нашел в Галанчожском районе Нохчичуэ, которому 2600 лет, скифского периода. Это впервые таких масштабных раскопов. Именно в Галанчожском районе. Так что это очень богатый наш край на историю. На 2 минуты я бы хотел вернуться к теме раскопок аланского человека. И мне всегда бывает интересно, как археологи работают, как они заранее догадываются или предполагают, что какое-то захоронение может быть в какой-то земле. Потому что я землю вижу, я скажу, что это просто земля. Археолог там может увидеть, что под ней что-то есть. Как вы к этому приходите, как там раскопки? Сначала мы проводим археологические разведки на территории, ищем, есть ли памятники, или если это территория под хозяйственное освоение заказчика, или просто сами по своим научным планам, научным исследованиям, если это с планом ищем, берем какой-то район, берем открытый лист и ищем, есть ли на этой территории памятники археологии. Их фиксируем, а потом уже
берем второй лист и копаем этот памятник. Ну, вы же не вдвоем это делаете, имеется в виду технически, вы приглашаете, да. вы сами или как? Ну, мы приглашаем и Коллег своих, да? коллег, да, нам очень помогают коллеги с Института археологии РАН, с Дагестана, вот, первый, можно сказать, учитель Мушту Сираджидинов, или Дибир Али, хороший, Грабадан, Магомед. Ну, не тот Рабаданов. Нет, Амиров Шахмардан. Очень много в Дагестане наших коллег, очень хороших археологов, там больше 20 действующих археологов. И очень такие хорошие, объективные ребята. И взрослые, и молодое поколение. К сожалению, у нас только сейчас 2 действующих, поэтому приходится... Но будем... Да, в Осетии у нас коллеги хорошие археологи. Тот же Феликс Зуцев. Ну, я насколько знаю, я слышал, что вы приглашали со Ставрополя, Волгограда даже были, с Ростова Сама тоже. там работает с Волгограда археолог. Ну да, то есть ареал, то есть те взаимоотношения, взаимоподдержка очень большая. у археологов. Среди археологов нет вот этих тренингов. Большой союз археологов. Да, Поддержка у нас. да, у нас совместные конференции, археологи друг другу помогают всегда, и с чертежниками, если есть общая группа, скидывают, на таких-то раскопках нужны специалисты, такие-то не хватает. Если есть свободные, приезжают. И в плане... Красиво. Да. Ну, я еще бы, наверное, немножко добавлю из того, что слышал, и Султан или подтвердить, но вот археологи очень много работают, предыдущие археологи, которые были наработки, которые приблизительно они тоже отмечали, или карты какие-то специально, они оставляют, возможно, и уже по этим наработанным работам предыдущих археологов, Султан и Азамат, они тоже могут. И плюс, как они, аварийные называются, да, если... Да, аварийно-спасательные, там во время строительства дороги или осыпи, ищут any слой, им сразу археологам нашим звонят, и они туда выезжают, то есть вот такие разные бывают. Берем лист, заказываем и исследуем, проводим. То есть нужно непосредственно заниматься. Да. И в советские годы тоже очень много работы было проведено. Несколько экспедиций работало. Северская, Северо-Кавказская экспедиция Крупного. Даже Ну, самая большая вроде бы Крупного была, да? Самая большая. Да, в Чечне, да, он все силы после восстановления Ингушетии вот направил основные все силы на Чечню, потому что это самая малоизученная была. Очень много работы сделано было. Вот архивы Института археологии РАН, там больше 30 тысяч листов архивных материалов хранятся именно за советский период сделана работа на территории Чечни. Султан, у меня вопрос. Вот эти документы, которые они работы проводили, они же не здесь сохранялись, а за пределами, в Питере, да? Они отправляются, вот до Великой Отечественной войны отправлялись в Питер. Уже после войны все материалы, да, Института археологии РАН. Тогда скажи мне, вот я вспоминаю, почему я говорю, вот как раз Адам, вопрос был по Курскому району. По идее, все, что было здесь найдено, даже со времен Крупного, оно уже должно быть зафиксировано документально в архиве. Все в отчетах зафиксировано, все. Я имею в виду, эти каталоги вам доступны, а вам археологи? Архивы, да, нам доступны. Вы можете их сюда привезти, копировать их сюда привезти и положить вы можете, да? Или уже есть у вас? Они уже есть некоторые. Вообще, любая вещь, которую раньше у нас украли, они могут открыть, была ли это наша или нет. И плюс они уже сами могут дополнять. Самое главное зафиксировать. Главное, что по этим отчетам мы смотрим, если перед раскопками, перед разведками даже на территории, мы смотрим историографию, кто здесь когда работал, начиная с царских времен, какой археолог, Долбежев, Семенов, он очень много археологов работало на территории Чечни, даже Уварова, тоже. Те же Мужихоевы, Виноградовы, все. Советские уже. Да. Все, Круглов, все. Мы смотрим, кем он. Да, мы должны раздел целый написать, историографию. Кем, когда изучались вот эти памятники на территории района, полностью территорию, историографию района, природно-географическую характеристику района, все должны написать. Самое сложное в раскопках это уже отчет писать. Потому что каждый фрагмент керамики, да, он должен быть сфотографирован, и потом художником зарисован и описан. Вопрос хотел бы задать тебе, Башлам. Опираясь на факты из истории и на основании генетических исследований, можно ли сказать, что общество Орст-Ой является кочевым племенем и пришлым, как заявляют некоторые соседние ученые? Часть нашего народа, со всем уважением к кочевым племенам, которые
являются здесь, уже проживают 600 лет, 800 лет, со всем уважением к ним. У нас нету ничего, это, опять же, ни мы, ни наши ученые не заявляли такого. Но один из достойных тейп-тухумов Уарстхой никаким образом не является ни кочевыми, ни пастухами, ни чабанами. Со всем уважением к этим профессиям, они не являются ни генетически, ни исторически, ни, я не знаю, лингвистически. Ну, нет у них ничего, ни по крови, ни по ДНК. Человек, который это говорит, у него явно, или же, во-первых, это не ученый, потому что нормальный ученый себе не может позволить такого. Во-вторых, видать, то ли в детстве, то ли когда-то по жизни реально Уарстхой наказали этого человека. Уарстхоевское общество занимает достойную часть нашего народа. Да, я лично сам тоже у себя в блоге отметил этот момент, попросил ответить этого, в кавычках, да, ученого или кто там, как бы они себя не называли, ответить, с какой книги, где написано, что они являются пришлыми, что это кочевые племена и так далее. Или, ну, не может быть это просто-напросто. Во-первых, во-вторых, тех же ДНК-анализы, которые были найдены аланского периода, позднего аланского периода, если я не ошибаюсь, да? Не, развитое средневековье, 9-10 да, по-моему. 9-10 века найденные. И Кажевский могильник. Кстати, да. И Кажевский могильник, который находится ныне на территории Ингушетии, показывают чистейшее ДНК уарстхоевцев. Точно так же у уарстхоевцев, части уарстхой, чистейшая ДНК, ведь часть нашего народа, а это одна из сильных веток, это L3, тоже наша. Опять же, эти же наши Уарстхой, которая она называет кочевые племена, буквально 600-800 лет у них общий предок с Цуантрой, с Бейной. Да. Это чистокровные, часть нашего народа. Да. Если мы называем, если Уарстхой являются кочевыми племенами, тогда и нахчмахкоевцы кочевые племена и так далее и тому подобное. Цепная реакция. Просто люди болтают, несут чушь и оскорбляют достойную часть. Я конкретно, вот сейчас, чтобы более политкорректно звучало, говорю так мягко, я говорю только, поскольку Уарстхой это неотъемлемая часть нашего, один из тухумов, и большая часть их проживает на нашей территории, где ценят, уважают, и никогда ни от одного чеченца я не слышал ничего подобного. Для меня это очень сильно резало. Просто нормально. Средний, маломальский средний ученый не имеет права, не зная, не имея у себя ни лингвистических, ни генетических, ни, по сути, исторических доказательств того, что они кочевые племена. Кочевые племена, они вели вообще другой образ жизни. Как у кочевых, смотри, как у кочевых племен могут быть башни в Черных горах? У Цечевой башни есть? Есть. У Мержевой башни есть? Есть. У Андлой башни есть? Есть. У Белхароевой башни есть? Есть. Откуда у них башенные комплексы из зодчества? Вот у меня возникает вопрос. Если это кочевые племена, они пришли, поставили свою палатку, накрыли эту юрту, все. Вот кочевые племена. И при этом можно, вот она говорит, кочевые племена, приглашенные пасти скот. Этот генетический образец, полигенетический исследование доказывает, что как минимум с 9-10 века они уже там живут оседло. И кочевые племена, которые здесь были, они не пасли чужой скот оседло. Они свой скот если попадали оседлые на пути, они у них отбирали скот. Конечно. Да. Кочевые племена, это, честно сказать, из кочевых племен, я сейчас не хочу называть, есть некоторые соседи, но они прибрежные, так скажем, ближе к Каспийскому морю живут. Остальные у нас в глубине, чтобы здесь именно, а эта глубина, это прародина наша Галанчош, это прародина многих фактически, чуть ли не всех тейпов, и та же самая Нана, Ношха, и Тункали, Галанчош, Шатой, Шарой, это все наша прародина. И, честно сказать, какое отношение они имеют к кочевым племенам. Я еще раз говорю, подчеркиваю, ни в коем случае не оскорбляю, нет, это другой образ жизни, это другое мышление. Но у нас очень многие, допустим, Султан может подтвердить, у нас огромное количество тех же автохтонных, других тухумов и тейпов занимались скотоводством. Так же ведь это? Да. Потому что горная часть Чечня, да, там невозможно заниматься, в принципе, в горной части. Ты же был в Итом-Калях.
Ты был в Шатое. Ты был там невозможно заниматься, грубо говоря, земледелием, огромные гектары там, земель, чтобы вести. Да, у нас там было террасное в Чеберловском районе, но даже в этом случае, чтобы прокормить весь нам, нет. Кто-то занимался скотоводством, кто-то занимался там другими, как говорится, профессиями. Но это все было наше. И никаким образом, ладно, в одной части проживает Уарстхой. Но они, как и указывал Руслан Арсенукаев, я полностью согласен с ним, орстхоевцы это вот они, те именно общества из всех чеченских тэпов, это сегодняшним языком, если сказать, некий такой, знаешь, элитный спецназ, так сказать. Это были самые сильнейшие воины, и они проживали, они защищали, сзади были Черные горы, то есть это вся наша прародина, это Итумкали, Галанчор, Шатой, Шарой, предгорье. Черные горы, Руслан Арсенукаев, наш ученый, он указывает, что начиная от Дарьяла, эти черные горы есть. Кстати, на советских картах они четко указаны. И заканчивая Аухом, все этих местах проживали Уарстхой или Арцхой. Те, которые защищали рубежи. Первые поступления вражеские, они были одними из самых, еще называют Нертшендожду, Нерт Уарстхой Оцерах. Ну, какое они, это общество, часть нашего народа, элита нашего народа, да, ну, грубо говоря, в кавычках, да, называть тогда, получается, нас охраняли кочевники, что ли? Еще если мы касаемся палеогенетики, вот, тоже на Хшмох есть у нас некоторые дети, которые говорят, что чеченцы туда поздно переселились. Вот. Археологически мы знаем, что мы туда, там присутствуем с эпохи энеолита, даже вот эти культуры, та же Кабань, да, все. А сейчас генетически, вот у нас сейчас процесс публикации материала, вот аланский, 7-9 века, я сказал, что не просто гаплогруппа, а именно ветка, бильтойская, вот, бинойская, вот это, там еще несколько типов ветка уже. Ну, Шамахоевский непосредственно. Шамахоевская же один ветка, это 7-9 век могильник аланский. Именно Бетимох, это Наживтовский район, это в горах. Это восточная часть нашей родины. Археологически еще раньше мы знаем, но генетически уже доказано, что в 7 веке уже чеченцы там живут. Так что, по мне, высказывание, не в обиду будет сказано, не знаю, какого ученого, который высказывает такие высказывания, это огульные, недостоверные. В научных кругах, ни в генетике, нигде я не читал. Есть там один момент, указывается, но это вскользь указывается уже о периоде, когда в 19 веке на плоскостной территории были карабулаки, и они занимались скотоводством, там говорится. Но там не говорится, как указывает этот ученый, что они были насильственно ассимилированы чеченцами и ингушами. Такого нет вообще. Насильство. Они должны потерять свой язык, они должны потерять свою ДНК и так далее. Ну, по крайней мере, ладно, язык они потеряли, ассимилировали. Ладно, все остальное потеряли. Но ДНК-то не обманешь. Это генетически фактически невозможно. А кровь показывает одно и то же. Язык один и тот же. Культура. Они точно такие же древние. Они наши. Их никто никогда не... Единственное, я говорю, один ученый в 19 веке указывает, что в основном их, где они проживали, они занимались скотоводством, своей скотиной. Да. Крупнорогатый скот, мелкорогатый скот. И по исламу это очень халяльно считается у нас, и по всем нормам. Видать, то ли у тех не было скотины, то ли какая-то зависть, они сказали, если она даже на это ссылается. Но ни один ученый, особенно первый, и Берже, и остальные немецкие, французские ученые, которые были со времен царской России, никто не говорит, что это кочевые племена. Потому что четко указано, кто такие кочевые племена, даже ошибочно или не ошибочно. Штедер описывает башни вот. Карабулаков. Ну вот я же тебе говорю, как можно с одной стороны говорить, что они кочевые племена, а с другой стороны говорить, что это башни. Ну, башню поставить на кибитку. На да, я не знаю, походу. Такая вот. Ну, чушь, Адам, я тебе скажу, что это чушь, это недостоверно уже. Недоученый, обремененная степень ученого. Да, добавок ко всему, я думаю, наши братья-островцы тоже сами за себя могут сказать. Я без того ученого, что-то... Ну, я честно скажу, для меня это было не политкорректно. Человек даже, не знаю, если он где-то там на базаре пирожки продает, у которого язык без костей, это нормально. Человек маломальски занимаешь, вот ты археолог, представь, ты говоришь,
раскопки делаешь, ты говоришь, а здесь захоронен нигер. Этот нигер был рабом. И так далее и тому подобное. Мы его привезли с Африки, вот он у нас был, продавал бананы. Тебе как археологу, как ученому, это недозволительно. Ты можешь назвать там из Африки, там, как их называют американцы, чтобы не оскорбить там, у них другая терминология, да, ты нельзя тут расизмом заниматься, нельзя, афроамерикан, ты можешь, это относится к афроамериканской расе и так далее, и так далее. Ты красиво можешь это преподнести. Ну, а с другой стороны, ты можешь себе это позволить. Если хоть в одном месте твое имя печатается, и ты публикуешься, и ты реально ученый, ты не можешь этого позволить. Есть научная этика. Да, абсолютно верно. Вот хотел к этому подать. Есть научная этика. И это тем более к части своего народа, мы-то и знаем, что это наш народ. Но он же точно так же, они же утверждают с пеной у рта, да, те люди, они же говорят, что это нет, это наше, это наши бог. Этот ученый садится и говорит, ба, такие вот, какая этика, какая эстетика, где эздел, это не оскорбление. Но я говорю, само слово, когда сказали, что они были пастухами, это не оскорбление. Дейл салам хулцу, наш пророк был пастухом, но многие, саллаллаху алейхи вассалам, многие наши и алимы, и ученые, и шейхи тоже занимались этим. Нет в этом ничего постыдного. И ханалумдуев, в отличие от многих сегодня юристов и экономистов, это золотое, как говорится, халяльное дело. Не за это. Но когда ты говоришь насильство ассимилированные и кочевые, с учетом того, что кочевые племена сюда пришли нас завоевывать, отбирать, уничтожать, мы знаем все, что сделал Тамерлан, да, который относится к кочевым племенам, и мы не обязаны с политкорректностью говорить о нем. Но это, я думаю, что это неправильно, это недостойно. Ни Вайнахов, ни Нохчи, ни Галга, никого. Это мое мнение. Остальное, Аллаху алям, каждый пускай найдет то, что он говорил в судный день. Ну, одно радует, что и среди Галга, и среди нас, что это такие единицы. Это Да. большинство, когда с ними общаешься, они, наверное, уважают. И у них как бы проблема в том, они говорят, когда общаешься, что не знаю, вот эта система всей, Да. нельзя... Политические Да, моменты. они должны быть политкорректны, и чтобы лишние конфликты у себя не создавать, они нам говорят, что да, это провокаторы, люди, но чтобы... А сами не Сами позволяют. просто, да, не хотят просто именно лишнюю возню и лишних проблем для себя из-за этих, потому что за ними тоже стоят определенные люди. Конференция по Урарту, которая проходила в Турции, в городе Ван, это был. Можешь про нее рассказать, какие итоги у вас были? Мы когда туда Идрис Булатбиев узнал, к сожалению, мы только за неделю до конференции узнали из интернета. Просто у Идриса Булатбиева, он занимается этой тематикой, публикуется, поэтому есть связи именно с учеными, которые из других стран занимаются той же проблемой. Они переписываются, он отправляет свои статьи на рецензию именно в Европу, США. Он узнал за неделю просто, поэтому доклады отправить не успели, но чтобы мы поехали туда. И Идрис, Нурвади, тоже филолог наш, Альбегов, доктор наук, и Алихан, вот есть у нас меценат. И мы вчетвером он нас повез туда, поехали, там побыли, нас очень хорошо встретили. Даже ученый, вот этот, ректор Планского университета, ведущий археолог по Урашту в Чавошаглу. Он даже прервал вот это участие в конференции, вышел к нам, вот там, потому что там тема шла, говорит, доклад, вам это не интересно, они хотели с нами пообщаться, когда узнали, что с Чечни приехали люди. И он говорил, что это ваша история. Потом еще они вызвали, он сам археолог, потом еще какой археолог он позвал, вызвался, потом филолог. Филолог удивился, сказал, это вы мне звонили, переписывались месяц назад со мной. Мы не писали, а кто вам писал? Он там показывает на английском языке переписку. И какой-то Магомед, фамилия, что такое ник, и он пишет, что он ингуш и хотел бы приехать. А этот ему задает вопрос, а кто такой ингуш? Я не знаю. Он там пишет, чечен-ингуш. А чечен, вот приезжай, с чем могу, помогу. Такой момент был. Очень интересный момент. Я прошу ведущего это обязательно этот момент оставить. Почему? Потому что на самом деле султан
Султана и его команду, мы говорили об этом, Султана, Идриса, вот когда они приехали, реально все внимание, все действие было направлено, чтобы понимали, ректор вот этот непосредственный и по совместительству археолог, это один из самых главных урартологов этой местности, грубо говоря, да, он самый важный. И он имеется, именно в городе Ван. Там 2 столицы были Урарту. Вот. И они прекрасно, я к чему хочу, это, как некоторые наши недоброжелатели нашего народа, это не хотелки чеченцев. Это вот то, что было даже в Советском Союзе, говорили, языковая, близкородственная языковая группа, чтобы не признать чеченцев потомками урартийцев, Войновчик, Оман и историю царя. Это очень важный момент. И зная они вот это, международная конференция, прошу заметить, это международная конференция. Туда приезжают чеченцы, не успевают даже делать доклад, и оставляя все, они уделяют все свое огромное внимание, зная, что это потомки тех же самых урартийцев. Они не говорят, мы урартийцы, или армяне урартийцы, или азербайджанцы. Они говорят, это ваша история, это ваша, мы знаем и признаем это. На международном уровне все признают то, что мы являемся носителями или потомками хуррито-урартской культуры или языковой группы и так далее. И тому подобное. Это в языке выражается. Конечно, именно, то есть это доказательная база. Я не знаю, что там касательно, но если он является археологом, я думаю, что у него есть данные чуть поболее по этому вопросу. Он про генетику сказал, какая-то статья у него. Сейчас материалы, должна была тогда выйти статья, материалы. Даже он сказал, что материалы были взяты специально с территории Армении, они попросили его коллег. И то, что там генетические материалы, я их не видел пока что, они близкие к нам, он сказал. И пригласил нас туда, к ним на раскопки, и приезжать вот в сезон полевой, и они своих ребят сюда. Это очень важно. На территорию Чечни тоже мы пригласили. Но в дальнейшем, надеюсь, у нас получится туда поехать. Да. Просто сейчас Это свои. очень хорошее начало, будет продолжаться. Да. И вот с этой поездки, там налажены контакты, позволили здесь эту конференцию потом провести. Да, то есть продолжение здесь было. Башлан, вот некоторые ученые и соседи утверждают, что языку 6000 лет, на основе чего делаются такие заявления, можно ли как-то это обосновать вообще? Я видел официальный запрос Джоана Николс, который был отправлен. Это некий представитель нашего народа, если я не ошибаюсь, фамилия у него Эль-Мурзаев. Он отправил, она сказала, что, во-первых, что ничего подобного она не говорила. Во-вторых, уже дальше я говорю, она ничего подобного не говорила. Если есть доказательства, она просит прислать копию того, что она сказала. Что касается, в первую очередь, то, что я сказал. Второе, это компиляция непосредственно. То есть это вырезано из контекста слова, подменили. А в-третьих, я читал доклад Джоана Николс, да, правильно? Она, если я не ошибаюсь, ученый Калифорнийского университета, лингвист заслуженный. Она указывает, что нахо-дагестанской языковой группе 6000 лет. И там не говорится чеченской языковой группе 6000 лет, ингушской 6000 лет или дагестанской. Она указывает нахо-дагестанской языковой группе 6000 лет. Которая сама начала распадаться там. Да, по веткам и так далее и тому подобное. Я могу, конечно, очень много раскрыть по этому вопросу, но скажу так, коротко если сказать, стоило связаться с ней. Этот ученый, вполне заслуженный ученый, работник, который работает в этом направлении, только в области лингвистики, прошу заметить, сказала, что ничего подобного она никогда не говорила. А если есть люди, которые это говорили, пускай предоставят то, что она сказала, это какой-либо документ. Так что это ложь. Это подделка, это профанация. Кто бы этим не занимался, я не знаю, кто этим занимается. Мне несколько раз тоже спрашивали по этому вопросу, поэтому это фейк. Выдуманный для чего и для кого они хотели тем самым
поставили себя в неудобное положение, недостоверно. Если они сейчас будут утверждать, что мы, поскольку мы являемся частью Наха-Дагестанского, тогда нужно было сказать, поскольку мы часть Наха-Дагестанской языковой группы, нам 6000 лет нашей идентичности, тогда 0 проблем. Но там не упоминается ни нахская, ни дагестанская, ни наха-дагестанская. Они говорят чисто нашей идентичности. Поэтому это является подлогом и недостоверным. Сама нахско-дагестанская только на нахскую и дагестанскую ветки начинает распадаться 4000 лет назад. Как раз Гамзат Атаевич, наш коллега, вот, тоже старший учитель, вот, он занимается генчинской тынкальницкой культурой, он говорит, как раз вот этот период, там появляется эта культура, локальные варианты. Дагестанский, чеченский, это еще пока один этномассив, но небольшие различия. Как раз начало распада нахско-дагестанской языковой семьи. Это 4000 лет назад. Да, на уровне диалекта, да. Это одна еще культура, просто небольшие локальные варианты есть. И дагестанские языки, и там несколько вариантов, здесь несколько вариантов такие. Абсолютно верно. Еще хотел бы спросить. Тогда я еще добавлю, это только нахско-дагестанское начало. Потом нахский уже еще сформировался, уже позже, еще позже нахская должна была распаться еще позже. Еще хотел спросить ваш про термин «войнахи». Вот. Давай, чтобы долго об этом не говорить, спрошу максимально просто. Слово «война» лучше писать слитно или раздельно? «Войнах» или «войнах» вместе? Хорошо, я могу сослаться на ученого, достойного, любимого всем чеченским народом. Далдей Галуэл, он месяц Рамадан умер, великий историк наш, чеченский патриот. Хасан Бакаев четко в своей работе, в своей книге указал. Термин «войнах» впервые научно введен в обиход Яковлевым и его помощником Заурбеком Мальсаговым 1928-1930 годы. Слово «войнах» идет обобщение 3 обществ или 3 народов, как они начали в то время называть. Это нохчи, чеченцы, это ингуши и бацбийцы. Ни мелхи, ни орства, все они являются частью нашего народа. Только, еще раз повторюсь, нохчи, ингуши и бацбийцы. Только к этим 3 изначально. Потом уже начали добавлять различные общества, когда пытались раздробить чеченский народ. Это специально делается. Что касается, еще раз повторю, до этого момента нету ни одного, вот занимается раскопками человек, занимается там, пускай расскажет, султан, ты находил хоть где-нибудь какую-нибудь надпись на Савтамруле, на латинице, на арабском языке, где написано обобщающий термин «войнахи»? Это 2, если правильно писать, это 2 слова. Вой-нах, гергар-нах, арар-нах, хири-нах, не более. Просто научно, это неологизм называется. Этот неологизм введен в 1928-1930 году. Никаких, может быть там 16, 15, 17, 18, 19, нету нигде такого слова. Если бы оно было, его бы зафиксировал Бирже, его бы зафиксировал Гюльденштейт, Палас, Штендер, да любого, кого бы ты ни назвал. Они бы сказали, был такой народ. У них везде в основном упоминается только один народ. Изначально у него название Нахче, через букву А. Зафиксирован в географии 7 века, зафиксирован в грузинскими непосредственно церковными учеными, как область Нахчта в 1310 году. Потом Бирже фиксирует это точно так же. Они сами себя называют Нахче, хотя мы их называем поселение Чечен-Аул и так далее и тому подобное. Поэтому к самому слову никто ничего против не имеет. Ну да, вели, да. Оно очень село за... Между собой, когда общаюсь, чтобы показать, что мы одни. У нас одно единство. Но почему оно засело в головах наших людей, это не всякого сомнения, вы можете понять почему. Во время депортации. Вот примерно люди. Били, закидывали вагоны, вы войнахи, и самых где с тех пор прошло 78 лет, у даже маленьких это засело в голове. И когда тебя называют... у нас был термин, вы помните, нет, не знаю, Адам, помнишь, была сперва тема, когда Первая Чеченская война началась, духи, они принесли это с Афганистана, вначале Афганистане называли духи. Духи начали называть, типа духами начали называть чеченцев. Потом это не прижилось, начали называть чурками.
Чурки. Чурками кого называют, мы знаем, во времена татаро-монгол, они прятались в печах, черно измазывались, из-за этого, это татаро-монголы называли чурками тех, кто прятался. Ну ладно, это другая тема. Но я имею в виду, потом там разные пытались привязать. Вот точно таким же образом, когда тебе долго говоришь одно и то же, особенно в тяжелые моменты, оно оседает. И некоторые это принимают, некоторые нет. Вот так оно осталось в сердцах, в головах наших людей, потому что самое тяжелое время, а это, я говорю, самое тяжелое время депортации чеченцев и ингушей, это было самое страшное время. И многие люди никогда не откажутся от этого слова. Но еще раз повторюсь, мы его называем в войнах. У нас в Чеченской Республике есть в войнах телеком, в войнах авиа, интернет-провайдер в войнах. У нас везде ансамбль война. У нас это в войнах, а везде. Чеченцы не против этого слова. Но в научный обиход, если спрашивают, мы говорим, введен тогда-то, введен этим и другим. Заурбек это объяснил таким образом. Если мы хотим объединить и дать им, чтобы они звались единым одним целым, надо их назвать войнахи. Вот так я говорю и вел, да. То есть это слово на самом деле, как указывает и Хасан, и я с ним полностью согласен, да, это слово создано, чтобы убить слово нахчи или чеченец. Или нохчи, или чеченцы. То есть нужно было и это слово убрать. Они убили слово дзурдзуки, они убили слово кистинцы, они убили слово качкалыковцы, мичикизовцы. Кого я пропустил? Дзурдзуки, кистинцы. Все эти слова, термины, которые были приписаны к нам, один приходил, ученый говорил, другой потом убирал, потом татарское название им понравилось, они назвали мизджегами, потом мичикизовцами, качкалыковцами и так далее, ичкеринцами и так далее и тому подобное. Это были искусственно просто введены. Но все это убито и оставили название чеченцы. Но даже это слово они попытались убрать и сделать не чеченцы, а вот раздельно сделать, они назвали войнахи. Это вот, как говорится. Абсолютно хороший пример. Великолепно. А само название народа Нохчи, когда она появилась, кто пытается искобрекать и как это делается? Да, это тоже вопрос и ко мне, и к султану. Скажу так, появилось оно впервые, считается, появилось в 7 веке, потом оно зафиксировано именно Нахчи через А, чтобы было не путать с Нохчи. Сам термин Нохчи появился в 20 веке на литературном чеченском языке. А оно шло через А. Древние диалекты чеченские, шаройский, чеберлоевский, галанчожский, тот же итумкалинский, оно только через А выговаривает. То есть, если говорить исторически верно, говорит войнахчиду через А. А слово, первая часть, нах, люди, чи, местность. Человек, точнее, прости. Люди, человек. Поэтому там аналогов можно привести, как другие, там немцы, Deutschland называют себя, тоже от слова народ именно происходит название. Поэтому это обычная практика у древних народов достойных. Там их до 15 или 16, кажется, разных вариантов. Народы, которые называются от народ именно нах хадехки. Вот. Но это не обозначает ни в коем случае. Так, на примере Дании, например, можно. Да, Денмарк, то же самое. И поэтому 7-14 века самое древнее название, остальное уже и во времена Бирже, когда называют чеченцами, говорят, старейшины их не любят, когда их называют чеченцами, говорят, им это слово чуждо, сами они себя называют нахчи. Это 18-19 века, поэтому время искажения. Вот насчет искажения скажу коротко так. Некоторые недоброжелатели и завистники начали говорить, что якобы они на самом деле не нохчи, не нахчи, а нехчи, оскорбляя тем самым наш народ. Но мы берем 3 самых важных источника того периода. Это Услар, это Гюльденштедт и Стальский, кажется, Толмач у него написано. Везде смотрим, они первые толковые словари, которые сделали. Проверяем их, что же там написано. На чеченском, ингушском языке сыр называется нехч. У ингушей вообще без буквы Х, а нечхе. Не нахчи, не через А, не через О, а Е. Но чтобы оскорбить чеченский народ, специально, целенаправленно,
Некоторые люди, мы их называли нехчи, мы их называли там сырники, делают вот эти компиляцию, занимаются, чтобы оскорбить. Раньше они говорили ногичи, типа нагайцы. Потом они начали нехчи. Это специально делается, чтобы вызвать нездоровую реакцию со стороны нашего народа. За все эти последние годы, с 90-х по 2018-2020 годы, чеченцы занимались только одним – выживанием. Наши отцы, матери, все они занимались только, пытались возродить. Сейчас общее направление и общее внимание, и все свои, как говорится, силы куда направили чеченцы? На науку, на образование. И теперь начали отвечать, опровергать. Археологи делают в своей области, лингвисты делают в своей области, историки делают в своей области. И мы говорим, когда они говорят, что якобы их называли нехчи, мы берем 3 словаря. А тот период, чтобы было понять, это самый первый, Услар, Гильденштейн, Стальский, кажется, если я бросил. У всех этих написано, у чеченцев нехчи, сыр. А чеченцы сами нахчи. Разница между ними. У ингушей, там и бацбийский есть тоже. У ингушей написано нечхе, сыр. А чеченцы нахчи через А. А эти что берут? Второй вариант правильный, строчку полностью убирают. И то же самое у Стальского. Убирают нижнюю, где на самом деле наше самоназвание историческое, реальное, древнее очень. И говорят верхнее. Причем они не говорят, что мы сыр называли так. Они берут сыр, слово сверху меняют, ставят туда ногчи и говорят, вот ногчи называли нехчи. Но я еще раз говорю, нехчи пишется Н-Е-Х-Ч-И. Сыр. А у них сыр называется, у тех же ингушей и бацбийцев, грубо говоря, Н-Е-Ч, Х-Е, начхе. И причем в одном месте через Е это пишется, а в другом месте через это пишется. Ни в одном случае ногчи не называется нахче или нехче не называется. То есть я как пример, как лингвистический, хотя это в основном вопрос к лингвистике, но мы это давно этот вопрос разобрали. И любой человек, который каким-то образом пытается ассоциировать их, он только из-за трусости, слабости и своей подлости, зависти пытается задеть чеченцев. Потому что всегда проще на самого сильного нападать, причем создавая липовые какие-то аккаунты или там статишки, где якобы это указано. Не имеет под собой никакого обоснования. Что вот так вот. Вот одно вот тоже мне непонятно. Вот когда они нас пытаются оскорбить, да, то называют нагайцами, то тюрками. И вот откуда у них вот эта нелюбовь к тюркам, и почему они считают, что быть тюрком оскорбительно? У тех же нагайцев, других тюрков, думаю, более великая история, чем у этих около научных недоучей. Султан, я хочу тебе, знаешь, что самое интересное? Хорошо, что ты это спросил. Я думаю, и Адаму тоже. Ты знаешь, раньше даже представители нашего народа в трагические дни этих кочевых племен, нагайцев, тюрков вообще, кто пишет первым письмо: уважаемые братья, мы вас любим, ценим, и для нас это тоже трагический день. Знаешь, кто пишет первым? Те люди, которые нас оскорбляют, что мы являемся кочевыми племенами, да? Ты понял, да? И все. Они нас оскорбляют, говорят, что мы якобы ассимилированы сюли. Ну, раньше всех ездят к ним, становятся побратимами, ездят к ним и говорят: мы любим имама Шамиля. Раньше всех остальных чеченцев, я имею, раньше всех ведут и говорят: мы с вами братья. А нам? Хотя у тех же дагестанцев сотни героев, Абсолютно. которых нет, ни одного не могут назвать, ни тот же Бузуртанов в своем роду, ни даже Чабиева, наверное, в своем роду не может назвать, ни одного хотя бы, который мы можем сотнями назвать у тех же нагайцев, у тех же дагестанцев. Мы с уважением всегда. Нагайцы особенно, и к дагестанцам всем. Я бы гордился бы, если бы был нагайцем, дагестанцем, так же, как я говорю, что я чеченец. Это не стыдно. Вопросы у меня закончились, и у нас по традиции канала Нохчи Фильмс мы в самом конце подкаста предоставляем слово, завершающее нашим героям. И сейчас хотел бы предоставить тебе слово, Султан. Что ты хотел бы пожелать и сказать нашим подписчикам? Подписчикам в первую очередь хотел попросить, чтобы
побольше изучали свою историю, и чтобы хотя бы 2-3 человека пришли в археологию. Да, и обратиться к грабителям, которые, когда с ними разговариваешь, они такие патриоты, все. Но, по сути, вот то, что написано, да, про нас много плохого написали, это мы можем опровергнуть, сжечь книги, все. У нас мало письменных источников по нашей истории. Вся наша история в основном это, поэтому самое ценное это археология. Поэтому самые главные враги нашей истории, и с их слова не самые большие патриоты, это те, кто занимается вот этим грабительством и уничтожением нашей памяти, которые продают нашу историю. Потому что это общие предки. Да. И поэтому их хотелось бы тоже призвать к совести, да, и вас поблагодарить, что обратили на это внимание, на эту проблему, на все, и что делаете эту работу. Да, потому что у нас тысячи памятников. У нас вот мы приехали в Галанчорский район, да, вот небольшой промежуток, а он огромный. Там на сотни лет сотни археологов работает. И так по всей Чечне. И также слово хотел бы предоставить себе, Башлан, чтобы ты хотел передать нашим подписчикам, зрителям. Конечно же, лучше моего уважаемого, любимого брата. Я и горжусь, что впервые мы познакомились, наверное, в 2003 году. С Султаном выезжали вместе на конференции, на различные исторические конференции, паблики, я не знаю, как это называть, прейринги, олимпиады, выезжали вместе. С тех пор я знаком. И есть люди, которые рождены для науки. А есть люди просто те, которые занимаются этим непосредственно для какого-то своего личного обогащения. Точно так же есть различные блогеры, которые проводят ради пафоса и лайки, а есть такие патриоты, как Нохчи Фильмс. Я выражаю огромную благодарность моим братьям из Нохчи Фильмс, вам, моему брату Султану, всем вам огромное спасибо, потому что вы выделяете огромное. На самом деле нашим героям очень мало выделяется внимания. Я имею в виду ученых кругах. Тому же Султану, тому же Азамату. И вместо того, чтобы этих людей носить на руках, я не хочу углубляться в данный вопрос, но делать какие-то препоны, там, говорить за их спинами, это очень подло и низко. Если кто-либо это даже делает, по мне, это недостойные сыны своего народа и не ученые, кто занимается вот таким подстрекательством. Наоборот, этих людей нужно лелеять. Почему я говорю, когда был живой Хизриев, Хаджи Ахмедович, Хасан Бакаев, никто не обращал внимания. Ну, грубо говоря, мы знали, мы любили. Мы-то, те, кто учился, до конца его жизни пытались о них что-то взять. Но они не имели вот этого эффекта, который бывает после смерти. Как мне рассказал один мой друг, который продает книги, он сказал: ты знаешь, Башлам, когда вышла книга Хасана Бакаева, вы, говорит, специализирующие на истории, вы взяли, говорит. Но потом они стояли. Но так получилось, благодаря таким достойным патриотам, как Нохчи Фильмс и остальным блогерам, они показали, как Хасана Бакаева привезли, похоронили. Десятки тысяч людей пришли на похорон. Там был Султан, там был я, мы участвовали, все, кто был там, видел это. И книги Хасана Бакаева десятками начали раскупать. А это, я знаю, я почему говорю за книги, это очень важно для нашего народа. Это наша история, это наша жизнь. Говорить о государстве, которое будет у нас, экономике, что бы ни было, любой образ жизни, который мы хотим здесь провести, без истории, я нисколько не принижаю другую, без истории невозможно. История – это реально проматерь всех наук. Хочешь узнать, что было в прошлом, как твои предки жили, как они чем занимались, экономикой, каким и так далее, при биологии, медициной, мы многие вещи не рассказали. А они очень значимы. Поэтому благодаря таким ребятам, как вы, благодаря подкаст Нохчи Фильм, благодаря археологам, нашим историкам, да, Аллах, наша история и наши ребята достойны внимания, они дальше будут. Я надеюсь, что мы будем дальше взаимодействовать и будем все больше и больше их показывать. Пусть люди и народ, реальные патриоты нашей Родины, узнают своих героев, которые достойны этого на самом деле.
Вот что сказал ДРС Хидайдар. Благодарю, что вы уделили время, чтобы собраться здесь, вопреки всем препятствиям. Мы все-таки собрались здесь 2 раза, выключался свет. Таки собрались, и я для себя очень много полезного узнал, на самом деле. С каждым вот таким подкастом от тебя, Башлам, и теперь от Султана тоже много интересного узнал, и за кадром я тоже много чего хотел поговорить. В общем, благодарю вас, что вы приехали, поучаствовали. Надеюсь, зрителям тоже было полезно. И увидимся на следующих выпусках. Здесь